Вишневский, кандидат медицинских наук, почетный гражданин Ядвинского района и просто замечательный человек, супруга Галина Моисеевна и директор советской школы Алена Васильевна Охотникова. Выпускница педвуза. Да? Очень приятно, да. Но я тоже выпускницей педуниверситета тоже была когда-то. Программа вам известна. У нас сегодня с вами очень насыщенная программа продумана, посвященная 180-летию Василию Константиновичу Магнитскому. Разрешите, я вам раздам, если у вас нет. И такое предложение есть. Возьмите, пожалуйста. Мы, наверное, сейчас все-таки, раз мы оказались около церкви, мы с вами зайдем, свечки поставим, да? А потом предложение есть. Сейчас, секунду. Предложение есть потом возложить цветы на могилу Магнитского. Давай возьмем. Несколько? Ага, возьмите, пожалуйста. Возьми. Я у вас Достаточно распечатали. Если вдруг не хватит, сейчас мы ксерокопию еще сделаем. Так, еще? Ага. Солнце поднимется, останется, оно там, чтобы пока все, да. Ну, Василий Иванович вообще хороший человек. Ой, отлично. Даже академик к нему обращаюсь, хотя он не был доктором. Он простым был, но все. Магниткин Авши Константин Егорович, по моему впечатлению, был точно голова ударилась, но шагында ударил пектуйнать, бирает шагында десятине. Как череду давраш, тех будет пектуйнать был Константин Егорович. А Василий Константинович, конечно, он ставку на доставку, того не видишь, не знаю, того не видишь, что он в этом шел, да? Тоже шагында шлеген доставку, но был, как-то уже конфликт полный, шагында шлеген тербер, он же плекам по ползашлению примерно, хоть конфликт полный, был ворочлен обратно, воровой. Ну, через видеть, конечно, а Чергюнде, Судтаран, Константин Егорович, я не вижу, да. И не даже законники все, воровал, что не хотел, ну, моя Божья. Он на Пинде дальше бодрок, потому что да, на шаг Чергюнде, после, куда клуб, на библиотека, да, шагында ипхамдаларда, сюрде, акшагында ипхамда, сюрде шлезаларда. Онда урай болды, библиотека сюрде болды. Караңбара, екі білміс жылда ебір шақ клуба тасқы бардымы, ну, клубта күші, ебірде библиотекада күші бір бара, 5 сенерен, бейжі бабулька бірін, екі төтті верді да, төтті шура, шақ чергеле 5 сенерен гентреш біза, 5 бізан жүрені ба, ұйтса жүрені ба, тогда начальник сам полышны ба, кебір бұд шақ чергеле дұрыш, художник бірін болса, Трофим Уртегенскер, шаксыне реставрациядан беш был дурехы, те бургут. Вот шанашкал, вара чергю халь, штеми густая, халь свет. Урк, ничего гамма был. Да, Ниже престольный был, да. Кундай? Отец Сергий штет. Каждый мы нашли? Был каждый у нас штемеш, он тебр чергю гор штемели, вара вот. Баянда он қаль тебір жүрде келі ебден мері де, конда келі мари ол. Очам, совмещать твои шашкалы. Вчера, потому что содрать скиды получать. Sayın Sayın Sürgeci'ye gerekli.
Села советские, где находится могила. Теперь чувашство. İşte çuvашlı bu yaragан için kıyıyor. Bir kuda gidişinde kuda gidişinde можем kızık tavsiye onun için bağlar ma onun için bağlar kimi bu manbas varına yağlar malsızca size beraber. Çok oldu. Başlıkın çözümümüz sana çok kalbini şandamanlı. Yes, numay şır, numay bin çuvaşınızine şamrılısına kakıkandarına. Sana bula ve özüm çuvaş sevmüşün, şu zem ucası şırıya. Çuvaş zem huşunca, şiğumur sarası şırıya. Osman sarası şırıya, numay eşleğine. Veze men величиних şağında шмат ялинчеде, юлашке улдыши жолгушинче куялда бурынса, нумай кундишинзімбе паллашса, візімбе хамырны халығын исторне сықлазаға варасты тілішпе ішлене. Сануңында пуштаят бір, санын яду дирни халық болны чукне бол яланақ пулі. Вот пинде сағырды мүшілденше, бұл пинде сағырды шеттің сотынде бұштатынде Чевашев елгеге қызықланма. Бұл өнде кенненінде бірәнен шин демелі, студент бештеген шин демелі. А вот шак қуаны халық қосынде болуға, шана тұртыры күтчеме бұштат. Вара Пирдон Михаил Яндуша, Михан білмеді тақсыртламан да балдан. Манысны демелі. Бұл үйжаға шықлет. Спиридон Яндуш Синжан. Бұл пызық түпсежі бұлда, премеш түпсежі қалат жолжана. Унгышын вара имбада жиден шет мағағай. Тебірі бала, бұйдарны чоқне киліне Яндуш Кинзен, кадан ашы менха музей, музей директоры, Крабетный музей директоры. Патин Гран, Тергенсен. Тебірі қалаш, шак мүржінде шет, каран халабында го. Мүржін шак варман ол пинде шитмі сақтымы, шитмі шудалатны скер. Шак емесіне. Күндамадан имде болман. Демешемеш? Пинде тоқыр жер шиттілміш. Дғырреме бар. Сағыр Жоқ. Куда ой болса. Сейчас сказал, Волтушка сразу за. Шевагына, Борчи штат билді припал. 85 году. Шак Ювани был нынде? Я 85 март. Билді пригна балды. Шакын аларатшы. Варағай вырмей қала шағында. Синзамінде. Калашашы. Мен женщина ашқа. Мен ұнда. А ұнда деші толдарныш куда шыдық пекларач, куда хоплар лартыха Филипп Геннадий Зосович шакла дуза. А унда шыдық пекналяш, почте шүлде тикмели бекші. Вара шакында улет кенегизе прахна десек, толдарын десек алатыш вара. Унаш калмар кунда кенегизе меші хурман. Но лай халап был, халап ялда. Лайкаланы? Но чийлемли тогда мадан шак кардиде болман. На сакыр ондымыш. Şol sence duruş şakkına darsa. Bu tabi tebir unda palıçı hali bir şey edin işte. Kunda не бада пыдар машин, так вот? Куда клуб вообще меня на барлазды газа. Таран сразу все зигизлаться. Ну вот чугун, что ли? Чугун. 80-е годы. Да, в начале 80-х. Кunda uy bolsa, вообще uy bolsa, мало кинчева болса, uy bolsa, кunda bir кинчева kapıcı. Acı yok ne. Самый давай сам рассказывай. Вот здесь похоронен статский Посадка вот советник. 81-82 Ну, Сирия Киля есть. Статский советник, мне звание. Звание. Mazar bolsa, onların Yılman'da, Evracık'ın Yılman'da, Evr Kazım Kısak'ında hocam. Akşak'ında bunun akşak yemiş bolsa, çanda demiş ev yemişler açık. Alere çapşara bolsa.
Adakmal'dan mazar bulundu. Mazar. Bunda yok. Akunda da bu dermaşka. Diğer ayaklar şimdi mazar çıksa. Bunda uza ayarla. Bu da zabıra. Dirmeli putarmana mazar. Dediler veci idara iptal ettiler. Veci kadis edilse. Onu sarza, площадка veci tuza sarza atsa bırda. Bu siz bunu iksan uzat valizem veci problem. Kartesini cedirmeye yani bu. Cedir'in olup kayran değil. Ну, Sivas şabında var mı? Böyle Sivas telefonu edetine gelmiş yani. Kavuldu ya, onu da kaçacak burada. Ne его больше на Вот, сейчас мы фактически слева дом. Да, вот стоит этот дом. Там еще не разобрали его. Не разобрали? Да. Там уже это частное хозяйство. Вот, здесь был у них огород, все хозяйство. Вот и здесь Да, там внизу. это все у них, ну как дворяне. Ну они то да. Вот стоятельный. Там еще этот колодец у них там внизу был, да? Сейчас вместо колодца мы там сделали как этот купель. Да, в 15 году. Там внизу только отсюда невозможно спуститься надо оттуда. Благодарные потомки, это сельчане, шуматовцы, значит, не 54, а в 54-м начали это строить, вот это, туда кирпичей даже не было. Ну, как-то нашли возможность. И открывали это в 56 году, 7 августа. Да, это открывали. На его открытие пригласили. А мы сегодня посмотрели в 54-м. Ну, может, 54-м. Пригласили, значит, видных деятелей культуры Чувашии. Присутствовал из Казани, значит, приехал Никольский. Николай Васильевич здесь. Самый видный. Вот. Как раз он занимался его творчеством и его поднимал. Никольского самого тоже тогда, в те времена, вообще не упоминали. Самого видного, самого великого ученого просто не упоминали, и все. Чуваши. Не признают. Даже грамот не дают. Не давали. Какие-то звания там. Но он поднимал Магнитского. А он первый доктор наук. Да. Ведь у них Может, Сергей Кейкин? Могу все звания, вот эти, какие звания? Там не доктор свет, а просто Магнитский, и все, нам все хватает. Да. Великий, скажем, Никольский, говорим Яндуш, все это великие всякие чуваши. Этим все сказано было. Да, этим всё сказано. Да. И вот Работают они себя. это было большое событие. И как раз в эпоху, значит, как бы после смерти Сталина это все происходило. И здесь вот как-то подъем национального, как бы самосознания новый, в 50-х годах, в середине начинается. И вот это как раз самое главное, был Магнитский. Имя Магнитского. Уже стали писать уже газеты. Но газеты Чуваш коммуни, тогда коммунизм я сделал, 52-го. Да, до 52-го. Вообще про Магнитского, там, про Никольского ничего не говорили. Они выступают, ученые говорят, про них ни одного слова. Но правда все равно Восторжествовала.
Этнография была закрыта тогда. А? Этнография была закрыта. Да, этнография была закрыта. Вот ученые. Тема была. Да, вообще даже не давали Тема вообще была их записи институте не давали на руку. Сами ученые. Вот, директор мог что-то подписать. Да. Можете фотографироваться у памятника. В доме его. Так, все встали. ну и рад. Ага. Ну, короче, крышу так что нахай. Есть пулемет, если там такое мы делаем. Первая школа вот эта была, деревянная. Жили. Хорошо жили. Нам есть чего делить, так? Нет? Ну, конечно. Дружно жили. Хороший район. А я там... Это у нас чувашки Чувашчину шлемесу, чувашчину не булмаdı. Охай. Вот воровал. Воданман. Родичи земчего жехтения. Сколько учителей? Ага, сейчас. 90% учителей выпускники ордена трудового красного значения. Ну, будь бриял. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, проходите. Юрий, везде промокал, наверное, кто-то заказывает. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Василий Константинович Аше. Константин Егорович. А может, уничтожен кровать шагында? Или шагында? Ай, как шагында ладно, кто малай? Это малай, как шагында? Василий Константинович Магнитский Аше, Константин Егорович Магнитский Турышмибе учился кайдышанда советский школ. В Черкеве шлемекине Константин Егорович бара Черквичумынче церковно-приходское училище. Он дамалдан арчина джазине был на пинге сапришев херхвищем шуда. Вот. И Малдан церковно-приходское училище арчина джазим вали пушна. Хайдан вали хираджазим валиде Шагенбек школа пушна. Онда Константин Егорович Магнитский хириземде ишление. Вот Василий Константинович малландяшины жизни малладос на пилень чувашхалы хишин чинахтамону ишсем туна. Шак здание пилень хайхи здание был пинде дохошер сагрвон шичим шуда худагайна. Вол вищер дохорвон шиче аджавали ну шутласа строит туненде. Вот хальпилень шкуда шир Вунзагр ача, пычки земле прилежут лазанчик, вунзагр ача, шаг школа шулеть. Кунда берихаль, вунбилик, учитель, торышса шлеща.
Ачасыне брендеші, перен чынақта юлашки вғытра, шақ школ, түрлі программы зенче, проект зенче худшынза, шинерсех пычы, вот, спортивный зал, перен чынақта шинерен, ну, вот, ремонт земдунық ішін хитреген зедайса, школ столовые, те, щене мебель зембе, щене оборудование зембе шинерче, шағын вегех туалет, санузел замерен, школ зданинче. Харсире школ музейі бе балашма, икіміш куда? Этажах бағлачын едім. Здравствуйте. Зергельный биржин пызыкчиз. Мана Кириллова Татьяна десечнеше. Эбе тахырмыш классыра варенедим. Сире музейн краеведение пайбе кіскен палаштарашы. Кашны шин, хойн ашамыш, чергине, юризвине, юмахалапне, пельметивиш. Шаванбада инде ушны ша краеведение музея. Чевашыны выл пидеш чайгалах болна. Кашны гильдер шагынбек пир тертмели вырын болна. Шинзем хелебе пир тертня. Шургунне шитсен вара пире юржине сарнада шуратна. Хулымрах пирден эшетығын малы ябалазем шеленя. Шүгерек пирден вара шагынбек уява тухмалы ябалазем. Херзем качага ичен шагынбек сурбансене. Масмаксене тирлезеларна. Тирлезем бары перинченде прихитререк болна. Кашны шинын уринче шыбада болна. Чыва шинны кужалықра усы кураган ябалазене вежех алыпа ысталана. Ага кажыксем. Алдырзем. Вежех шин усы курнышак ябалазембе. Авалхи утюксем. Пахчара эшлени чухне бара, шагынбек вижи юблесенник сембе, киреплесембе, тата шыбырсембе усы курна. Шабында бара, тыры вырна чух, шурланба усы курна. Шагында хизір самовар, крашин, радио азырхама бұдыраты. Шаг семдезем пиди... Крашин лампизем. Шаг ябалаземдер зем пиди кирлі болна. Хужалық. Шагында бизонын черепи держать. Шагнам, ачазем, киди школинче выляны чухне азырғаны. Бірбая курым затыны да, ачазіне интереслі болна бізем, мұна чавзагаларына. Чавзагаларзан чупна варендеген учитель батне. Вара лажаба, турцагильне чак шкула. Бұл Малданах вынеспер. Onun biriktiğin para utaplara bence Kunda borunda da. Rabonda doğru, mamutse, bizamse. Я училище ляжезам. Kime ne oldu? Söz sürerli kursu da pergrette perduğa çağırken diyor. Aha, Научились работать в школе. Девчонка здесь и пишет, что у нас Aprende breder bir. Yema film. Zabilet dediğim film. Sıklanmalı burunda vurup elde. Aklımca kelli şu işince bir şirma.
Года на рассвете без объявления войны, вероломно нарушив договор о ненападении, фашистская Германия вторглась на советскую землю. В первый же день была объявлена мобилизация военнообязанных. Ряды армии заполняли мобилизованные военнообязанные и добровольцы Советского районного военкомата. Вот перед вами имена тех, кто ушел на фронт, защищая Родину, но они не смогли вернуться. Они пали смертью храбрых на полях сражений. Я предлагаю почтить их минутой молчания. Ушли на фронт 435 человек, но не увидели долгожданную победу 209. Они остались лежать героями-защитниками в сырой земле. Вернулись из войны 226 человек. На сегодняшний день в советском сельском поселении проживает только один участник войны. Это Толстов Николай Порфирьевич. Сколько ему лет? 100? 90. Примерно 9-го, может быть, 10-го годов. Очень трогательными экспонатами являются фронтовые письма. Вот перед вами лежат фронтовые письма Лебедева Леонтия Афанасьевича. Треугольники. Молодцы, сохранили, молодцы. Уроженцы на фронт ушли 4 сыновей. Иван, Макар, Павел и Леонтий. Никто из них не увидел долгожданную победу, но именно они, сыновья Афанасия Семеновича, приблизили победу. Николая Порфирьевича. Он был призван в ряды Красной Армии в 17-летнем возрасте. Молодого новобранца вместе с остальными мобилизованными из Чувашии направили на Дальний Восток. Служил разведчиком, принимал участие в войне против Японии. Толстов Николай Порфирьевич был награжден медалями за боевые заслуги, за победу над Японией, позже и орденом Великой Отечественной войны второй степени. Службу ему пришлось вести вплоть до 1950 года. Хочется сказать несколько слов и о Почарове Филиппе Ивановиче. Родился он в деревне Нижние Сунары Ядринского района. Еще в 1939 году его призвали в ряды Красной Армии. Служил он на Украине, почти уже прослужил 2 года, но 22 июня 1941 года их подняли по тревоге. Так для Почарова Филиппа Ивановича началась война. Он был участником Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге. Во время битвы на Курской дуге он был тяжело ранен. Родители даже получили похоронку на сына. Победу Филипп Иванович встретил в Румынии. Хочется коротко ознакомить вас и с судьбой Маткина Николая Филипповича, уроженца деревни Нижние Сунары. Был призван советским райвоенкоматом в армию в 1942 году. Учился на снайпера, принимал участие в освобождении Смоленской области, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии. Их полк через Польшу вошел в Германию. После войны был мобилизован в 1947 году. Как он сам рассказывал, за период военных действий был трижды тяжело ранен. Семья в 1943 году получила первую похоронку. Вторую и третью получил он уже сам в мирное время из архивов обороны города Подольска Московской области. В 1979 году началась афганская война, в которой принимали участие и выпускники нашей школы. Это Максимов Константин Юрьевич, Васильев Рудик, Шилыганов Арнольд. Они имеют ряд наград. Среди выпускников нашей школы есть и участники Чеченской войны. Участниками Чеченской войны являются Кириллов Евгений Алексеевич, Ильин Михаил Владимирович и другие. Окончил советскую среднюю школу с отличием, после чего был направлен на учебу в ФЗО.
Бүгін болды бірінде таңда бұл сирия, шағда бән бірінші жіне, Магнитский Константин Васильевич чисту закинежен. Васильевич, да. Малович. Ладно. Чисту закинежен. На самом деле, вот пирен положен был на Шамбада, чак пирен шмат дыртне, советский дыртненде, я же Шамбада яжен пайн пирен шули вындадрать, у нас уже пайн как тинчибах плече, езер галаронс, или даже фамилия же ширндер, вот хали он все историю не хбарца бурачива, езердеки сечанда, он действительно он нет не хбарца драть. Вот Шамбада халта пирен, аджиземде плече, чайна топнеземде плече, вот пайн оказывается, те юбилейные даты берем. Сейчас парк пуштан загана шел, оказывается, ал 20 жылдан пуштан загана, сейчас парга Маниския тебе. Вот если парк я на гашне, сейчас нас называют пыры, словая неделя, сейчас киберин детство, ведь он да была, если кинчукный лакак у нас чего не хал конечно богато, он даже чургю, сейчас вот взять будем здесь усали болочки, сейчас усали бы взять мне шели, а я давно не шимара, сейчас будет нет злоца, бунда этот купель. Onda boş valesi, bonus izlenen motor, этот без генератор, Шамбавич, Мендуза, Шваберде per пирожки, был пин шаг и гибинди в ломищем шула пошла загоря. Хузамрезный подъявитель, время Чургивал, взять вынужден полный Чургивал, Александрский дела на Курганский район, вот из Никольский дел, как раз Никольский был, Шабас или Инжин, Александрский последний, Ленде Широзовичный. Он дал на числа шизам, а так нам большинство реки вытрал, меня сплетил, потом акшанда, шанды дыркинже, юмеки кинже, Александрский дыркинже, школа жагна железе зам. Хамаду мама Мургавский, тоже школа дерзе зам провотравлензе. Вот Шамбада действительно история дня пернива лайф, история Пемелена. Вот на самом деле вот Шамбада, как вот магнитский виденный вырын, где 9 формальные на Ебргардна Ебушне, 5 часов гасавлензе. Книги Бештебен, конечно, но и ситуация бурзала. Где-то вот когда я езжал, например, на 81, 82 год. А Малданда шапчара бурза. Тем же юрстраш, юрстраш инсан забетер шизам. Вот сейчас магнитский вырын дежа геморрат ракел. Был он что юмривал и тоже пускал манал. Каран выражав евсал матный вишен, вара казу ждем бахрунда. Шембекаран не бурман был загар. Вот хапаингон был бурман, что он называет, как кладбище. И басласа, а также на Федерсибеш, его режим был. Перендеси кылза, вот улаттарскер вот классина. Ну, бингеласынде. Кунда Азербайджан галаманды кузамна пешкалары, вещи азындыр. Действительно вот темру тавзмак кигала, перечерчешка кизе корнажын, числанажын, и янах сирин янах пирин сиревели янах шелзам учу болчырдылар. Советский дыркенже. Или малахам дунский зем, где-то замка бори, каждый зады. Вот топмота расплат. Укша был завтра, вот не дума была. Баджавар. Баянде. Вовремя президент слушаем. Юдарсе баянде пиде конделая. Баян Одакин. Одакинда епин хапкахве гурсан. Чага епин виси сыпкам думалах позан. Шив. Вара чоргоня кангиргидек кая, чоргоня теброй хран. Йори дедалмаз. Порни же пин, начучан дал гиги бекайдер. Перин дечана шкара кайдер. Ебир хайгунда килдимер баян. Перспективасан вот ватмеш мартра вильни денивал, езер воники гон хошера, он оптимер вот вильни ден всяк выготрай. Альзегиня. А то мадагаш, мы же тват висишь марта думастер. Он да, когда воники гон хошмала, и ты говоришь, вот. Шамбада так, же точно лайк и бедля. Пирн полностью плагатор, пирн десять нашкал, шмелек намар, шлемеле болгар. Халаша, менде боли нырыне думадыр шмала. Тималдан был хамар яла, шизактар шмала. Тенче история не булат. Онда Америка, онда Египет менде было. Хамар каймазан да, шира себе. Хамар ялмен хамар килдек, ширма храппар.
Хамар урабы, хамар ки. Иливдан атпар. Ну и что пен кабр малегас чапы сидемек полман. Болны. Те прендебет кабр тем палы поэт мар. Шагында помзавал, шержива дыцадона. Пен асатер мадагзем хар ебер солдатка изгилеппер. Шлеппер. Колгоспра шлеппер. Производство шлеппер. А тигеле шлеппер, таватпер. Тенчене петле булмаспер. А я бизем пере горасы, и после пере горасы, замана горасы. Вара шерживта, халыкта, борнышта калгал гаят. Ебе калгал борныштын. Тынышлы борныштын. Эммет понышланчы. Такчана ино жарак пронат, но ки майгин мешин бежене кыздохма. Печенги мне как-то тоже, да? Вот пользуясь шкаф, что халык по бәндерсе, пуштайрмар. Ну май жирмады пергенеге глардым. Возвращение к истокам. Книге шаширдыне магнитские рукописи партisi пәдімбек соқма деврема. Уйрама сорым яли жинчел пер том вот шагембек рукопись. Пхсларапта менле пулдараган жин. Каллиграфический почерк па шин буламалы любой жинларса буламалды почерк па шавын жухле хайнгышин ширемиги томкар сильмике ведь рукопись. Рукописный фонд Магнитского 22 тома, кажется. 334 фонд был? А? 334 фонд, да. Но настолько менжирманган науда, керемет семжинжен, каждый керемет, каждый ялбырыне, меня был заиртне. Был не только чувашский, сам изучал чувашский. Шакында Еридаврари выргензели, Марийская республика, Мордванич, Бурсы, Удмуртия, Пойдем Мелехалсен был, пойдем Бехал, Пахсадухна, Щирна, а ведь он по образованию, ведь он юрист, он юрист, священник, юрист, у него же образования такого исторического образования-то и не было. Настолько был самоучка, пулдарула, каждый самаги, каждый вот ширны он прям вырвано, что ли. Хамикенеге шлапта только состоялось только благодаря вот рукописному фонду этого замечательного ученого человека. Я просто рад, что вот нахожусь сегодня здесь. А что касается самой организации, Якна Ергелеси, Евгений Стафьевич, но Сирия просто мелегала мала. Памятник надо поставить. Ну, памятник-то, конечно, слишком рано. Ему очень рано. Это лет через 50 потомки наши подумают, можно ставить, не нужно ли. Но Шагенбек, вот, Ергелезе, его да, настолько бескорыстно, то Шинзем. Я понял, что там Чамжи Халк Штаран пользуется. Хамер мен бе штаран за хамер или пе. Нигамда хобрламаш, нигамда бир обязывать тумаща. Кильзе, хамер камалба, пуштарнза, вот чвашлышын, мендебулин, тавас, тень чинзе пуштарнза. Если не приедешь, работу уволим, да? Да. Хужине. Да, хужине. Вот, я пчеловод, был дорог от пчел. Я бы понял, иксемру, уже мдюхли калашем мар. Теперь бумагу каласа дал до мар. Да, конечно. Земли Порецкой и от Алатровской заодно. Вот. Я очень рад, что присутствую на этом мероприятии. 180 лет – это большой отрезок времени. И, конечно, род Магнитский знают большинство. Не все, а большинство. Я вот знаю внимательно, энциклопедию изучал. И потому что их записали, этот род записали в книгу знаменитых людей Казанской губернии. Вот. И случайно вот сегодня книгу дал Евгений Евстафьевич. Так, посмотри там, о духовности там, церковники, магнитские, да? И я вычитал, он в своей биографии писал, я из рода попов. Отец священник был, пишет там, дед был диакон, прадед священник, 4 поколения священники. Вопрос духовности здесь возникает, и культуры. Церковь она тоже несет, кроме духовности, культуру.
тогда и не было ничего. Церковно-приходская школа была при церкви. Вот тогда вот эта школа, где мы были, она была церковно-приходская. Не может наша школа иметь возраст 180 лет. При церкви была школа. Вот. И я вам открою секрет. Я больше еще знаю. У него брат был Константин Константинович. Это Василий Константинович, который всю жизнь прожил и проработал в Порецком врачом в Порецкой учительской семинарии с 1888 года до Первой мировой войны 1914 года. Оттуда был призван на фронт и дослужился до полковника медицинской службы. Вот. Это говорит о чем? Что это люди из рода, они образованнейшие люди. Подвижники, новаторы. Патриоты своей родины. Да. Сейчас я скажу еще дальше. Вот. И вот этот Константин Константинович, он прослужил, работая на службе, он был коллежский советник, 3 ордена заслужил. Святого Андрея, Святой Анны, и медаль Александра III, в память Александра III, будучи в Порецком. А потом на фронте он, конечно, наверное, был участником Белого движения и умер в эмиграции в Тарамезе в 1921 году в возрасте 62 лет. И этот брат прожил 62 года старше. 62 года. А знаете, он учился в Казанском университете на медфаке, был на стипендии Ядринского земства. И он там учился вместе с гимназией, учился в Казани, и в университете 11 лет. Он пришел, конечно, зрелым, 28 лет там, и сразу в авторитете был. В Порецком, проживая и работая, был инициатором открытия Народной библиотеки. За инициативу ее и назначили библиотекарем Народной библиотеки на общественных началах. Вот с несколько лет он был. Эта история интересна. Была у него дочь Раиса Константиновна, которая тоже посвятила себя просвещению, учительница. Она преподавала в Порецкой учительской семинарии, а потом, когда открылась Порецкая пролетарская гимназия, она была там членом учительского совета. Ну, а потом эта гимназия преобразовалась в школу второй ступени, школа коммуна, вы знаете же историю. И она там продолжала работать. Я очень удовлетворен, что местная власть, школа чтит память таких известных людей, содержит это все в обустроенном виде. Конечно, надо по поводу могилы задача стоит прибрать и памятник облагородить, и у вас будет все хорошо. Это момент воспитания подрастающего поколения. Мало нас осталось, но мы будем все равно дальше идти вперед, двигаться. Поэтому я тост говорю за то, что мы делаем благое дело, и мы на правильном пути. Надо воспитывать патриотов, новаторов, подвижников, и наше общество, и наша Родина будет жить. Ну, процветать сложно сказать, будет жить. Этнографа, просветителя, то, что как юристы очень мало, только упоминания о том, что когда он же работал после окончания сразу Казанского юридического факультета в Казанской судебной палате год, чиновничной такой писарской должности. Потом его назначают следователем 2-го участка Чебоксарского уезда Казанской губернии, он следователем. Тогда следователи, когда его первый раз назначили еще губернским, по представлению губернского губернатора, министром юстиции России назначалось. Через 4 года, когда судебная реформа была 1864 года, 60-го года, 8 июня, 60-го, я точно помню, и его переназначают. А смысл какой переназначение было? Когда второй раз следователь уже император утверждал по представлению министра юстиции России, утверждал император сам. И он там 14 лет проработал,
таких-то своих и воспоминаниях он мало пишет, что он вот именно в своей профессиональной деятельности. Он пишет как юриста, как цивилиста, как человека, интересующего гражданским правом. Поэтому у него есть и об обычном праве, о нравах, об обычаях. И когда еще такое общество юристов интересовался юридическим бытом, у него есть и юридический быт чуваш Ядринского, Космодемьянского и уездов, так и называется. Но я вот недавно начал, спасибо нашему президенту, он меня попросил, говорит, давай какой-то информации, и нашел. Но это не новость, но нигде это не говорится о том, что он был связан с самым выдающимся юристом России Анатолием Федоровичем Кони, если вот это был такой юрист. И когда его назначает Анатолия Федоровича прокурором Казанского окружного суда, а он как раз и работал следователем. Следователи входили в состав тогда окружного суда. Кто в это время? И там есть у него рассказ, он описывает в газете Казанской губернские ведомости о судебном заседании по убийству гражданки Ядринского уезда Андреевой. И самое главное есть, там внизу тут написано, на этом судебном заседании, то есть судебной речью поддержал Анатолий Федорович Конь. Вот найти, вот находка, конечно, вот где искать. Мы направили 2 запроса буквально через каждые 2 дня после этого. И находится эта газета в архиве, или можно сказать, в фонде редких книг Казанского университета, библиотека имени Лобачевского. Ответа нет до сих пор. Наш отдел межбиблиотечного абонемента нашей библиотеки говорит, редко такие дают. Хотя мы просим только электронный вариант фотографии. Вот если это найти, мы можем сказать, что Василий Константинович Магнитский был тоже знаком Анатолием Федоровичем Конем. И это было очень интересно для юристов, для студентов и вообще всем для юридического общества. И для республики. И для республики. Прежде всего. Прежде всего, да. Потому что он, Василий Константинович Магнитский, является первым юристом, дипломированным юристом из Чувашского края, можно вот так сказать. Тем более выпускник Императорского университета Казанского. Он первый выпускник. До этого таких юристов, таким дипломом юриста именно высшего образования не было. После пошли туда же Иван Яковлевич Яковлев. Ну нет, Иван... Дальше. Мы университет кончили, Дальше Владимир Ильич Ленин, Ульянов, хотя не закончил, тоже продолжил дело Ленина. Как ты закончил? Он же сдал. Но, надо сказать, если уж вы так сказали, они в одно время учились, и Владимир Ильич Ленин, когда в первом курсе, а Василий Константинович был на 3-м курсе юрфака. Да, то есть они в одно время было. Но нигде нет данных, что Василий Константинович участвовал в этих студенческих волнениях, студенческих... Это разные люди. Разные по типу. Да. Он и остался народником, Василий Константинович. Он никогда не, если против царя или царского режима пошел, но он для народа работал. У него в душе был. Поэтому он, наверное, ушел с должности судебного следователя и перешел на просветительскую работу. На мирную работу. На мирную работу. Сегодня. Родился в деревне, вырос в деревне, кончил ветеринарный техникум, служил в ветеринарный институт, аспирантуру, докторантуру, биологом, сельхозакадемией работал я. Сейчас на пенсии. Но сейчас я занимаюсь изучением чувашского народа, изучением своего родословия,
И тем больше вникаюсь, тем больше читаю Золотницкого, Магнитского, тем больше читаю чувашскую мифологию и так далее, тем больше удивляюсь, что какой большой, интересный, очень богатый, оказывается, народ чувашский. И вот среди них есть такие люди, как Магнитский. Да, половина русский, половина чуваш. Жил в Чувашии, работал за Чувашией. Вот читаю его, так сказать, обряды, поведение чуваш, о кереметях, о чувашских богах и так далее. Но это были люди, они были заражены, правильно здесь сказали, чувашским духом. И вот этот чувашский дух сохраняет те люди, которые он жил. И я очень рад, что такие люди есть, что есть такая глава вот, советского, села советского. Есть люди ядринские, которые почитают вот, Магнитского. Значит, они, почитая Магнитского, почитают и чувашский народ, так ведь? И историю Чуваши. Я считаю, мы правильно сделали. Спасибо вам, Евгений Исафьевич, что вы нас вот привели сюда, что нам показали эту святую землю, что это святые места показали. Показали, какое доброе, хорошее отношение людей к Магнитскому, к роду Магнитскому, что они сохраняют, что они посмотрели, это же лес, это роща, это же с ума можно сойти, как красиво, как чисто, аккуратно. И вот, оказывается, у них усадьба была, эту судьбу они сохранили, этот парк сделали. Это же цены нет этим людям. Я думаю, я хочу свой тост сказать, чтобы эта земля магнитская, земля магнитских, это земля, которая поражает вот эту традицию этих людей, процветала, была богатой и иногда встречала таких, как мы. Яден шежевинже, кондагар кизе кордумар, малдамда палет вообще шаша бурнумай, миллел зам яденсы. Шагунда шутагында, корадында, шутагында, милле матужин зем оказывается было, яден хал кизе. Онда Магнитский анжахмар. Онда эти земли, орхот шли халық семде, искусствори, мардин, конда, ползар. Музей разобрать. Еще вот медицинские колозасы, Волков Константин Васильевич. Вот когда загадали, Магнитский тек синзеля. Мухтаза, зене, Пельнебе, Зельбе Каласкили. Сейчас Волков. Она была Ленинградра, она была Киевра, она была Польша, дети. Знаете, вы положение. Польша, дети, что спорный вопрос с Амбоном, за ним порные дети не делали. Понимаете, Волков, Константин Васильевич, всяк. Где-то мне я день из села Един, я Волонда. Вот, например, если съезд Самбона, съезд работников здравоохранения или съезд хирургов, Шандавара, съезд получения, он находились в зал зрения. Помещение зрения. Он же мне говорит, смотрите, выбирайте, приведите порядок, а то Волк приедет, опять Шанбек переборса догадьтесь. Шанбек Алан. Волк, конечно, сильно критиковал. Сейчас Волков, Ядринский Волков, выступательно. Он была польза килишня. Воровал
Сирать перегинже, потому что я выполнил в первых трах, конечно, медицину только что преподаватель, анжак только висме буштать, хурлаще, шабек тезе, критиковать лаще. А Волков, наоборот, книги жрать. Книги типа брошюрки. Сейчас брошюрка, говорят, тач тогда распространил, даже в Чехословакии, во многих других таких прилежащих к нам, к Советскому Союзу, странах. Он давал, наоборот, мухтар жрать. Ну, не столь мухтар, а сколько выколоть. Если я ползасен, моя зеркала мастер, мы думали, не лахи не дезет. Вот все какие вот положительные стороны подчеркивает тогдашнее времени и в то же время говорит, как нужно это исправить. Такой популярностью вот эта вся книга пользовалась, он книги. Против одного профессора, другого профессора. Я хочу сказать, как куда Сирипшинзем был, я думаю, не только Иваницкий, таких Иваницких тоже много было. Это отдельный, конечно, разговор. Шана Бхагмиля, что лазили. Пусть сам бег шинзем, подал кларак почвы. Ну, май гонда ядем же. Ну, май. Фильм мое, вот посадил. Лай шинзем. Удалось шинзем, ядем же. Кубек выглядит шинзем. Ума. Камера. Савах мала шакында чендежен, бардамежен. İlk maçlarda yakında yedirdiler de bulmuyor. Aydakları bize de bulmuyor. Aydaksın bence. Çünkü sırada böyle bir şey hasta hamlaba ayakında var işte ekolojiye. Biz de şöyle bir müzik instrümenti var. Rusko porçunda batne kimse şu müzik instrümenti kullanıyor. İzle yaptığımız kamera araya meşgul kullanmaya çalışıyor. Şandek birin Чаваш-таринже, Чаваш-таринже, Шамбек полторалы шинзем, не, шинзем пулны, тогда возили, ебир ман-манны, возили, Шагимбек ушканбак везде чисто анимал, видел, не бала. Шагимбек пулыма пирин игламала здесь, когда выше, сергелеген зене, и паралланзарах магнитский жегелер пирин тракторы ведешигенме yapılmandır. Şak materyalı man hamında hadi. Ben arkıma gelse şak kortelim sen haskil zegale. Dedim de şabakta birin tavanın böyle karaytırı. Senin tarafı sorun yarışınca duruşuyor. Вот şab karaytırı sorun tem. Şansın materyal bu buldarak dediler. Kaymalar, tutmalar bulamalarlar. Birinin hamur tarafışınızı paylaştırmalar. Maral тогда лайк есть, лагерь есть. Вот Хабин республикада uyumaklaşa, ministerstvo zamgalaşa, şulcilevce, turizm adamlarma, demskernde, Fransa'ya gelmek kaymaşı bolçağında. Bir klatma bilmezper. Atırısı bir gazan, karşını yağda bir klatmalı var. Hayır bir bayan hakkında boldu mu? Şenya hükümet temelinde, Sovyetski'nde. Evet, anasından da klatmalı var. Kivya шматна, а завтра килиме, да. А мы долго уже помогли бирке. Пен кашни вырен, кашни ял хаква, чеваш тенчишин. Призем пуп земли. Кашни ял пуп земли. Да. Тебри кайрамбал. Сир начинается с поедерем. А сер, я мургаша гретте. Пен мургаш вариде, сябек па мендра транспарантне мендиш, пандертичина. Putin дратінде. И онда мы взяем уезжаем, хирзем, а дальше Максим Ивановна. Россия начинается здесь. Александр Ксенофович Калат, онда Мырза, Турган, Торон, князь, он Калат. Россия начинается здесь. И сейчас это пен шаржил давара вейла булани, крепка будет. Есть кому стоять за каждое место. Сейчас попробуем, не вымещим да, вообще клуб, елдерами, школаларда, когда спилен
юбилей школы ба, и бирим был как раз совпадает тоже. А смотри, варам что школа хнизам ба, и бы тоже провокатраш, анда обучение такой. Вот, он нам багал и всегда бирим олды жол. Вообще, мне вот идея, я просто школу юбилею я тебе, что еще похудно, потому что перепрыгнул школу юбилею уже. Вот. И шамбада пирин, казал, что-то перечел в дома, я олды жол там похудно. Пирин фактически пилдер похудно младший. Как юбилей не имеет. Но пирин как позже день чисто магический я тебе похудно похудно. Вот. Шамбада из архитектора, те были из архитектора, пирин жанда я просто сейчас магический парк умеет хитрее, что мастер моторизатор. Он уже сказал, что апрель 3 год в барза, вот собрание депутатов по Шамбада, Хузамбар плетенде, Паингуна, Тумалза Нумай, Шедегиза Нумай, Шедегиза по Шедеги души, Евурдараханде, Сисек Нумай, Шамбада, вот Крашасан, Крашасан Еврохулат. Шамбада сказал, что она мастер зам, чтобы всегда такие зимами, Шашкал Мрегал Малде, чтобы вышло приятное было мне, ну что? Комода было. Вот, когда вы сидели. Когда перешли здесь, сказал пере, сам данный. Когда вы себе хуяны сидели, вот я не кидаю, что два года. Спасибо. Спасибо. Вот мы не говорим, каждый мне как каламас, кому уезжает, не уезжает, если перед поддержкой что загадки, перед еще вырезаем булачи. Сейчас еще вырезаем ползасын для перед естественно, сейчас оксиден гидержер, медзем прибадки кими высашен за НДФЛ за Шамбада уж одна пропадет штапа, все есть где-то. Я говорю, уже щуку цапата в арсене. Когда вы что хотите? Шамбек справка все забыли. Ядринский мясо гибенат и тебе. Мы вас очень ждем сегодня в нашем Ядрине, нашем любимом, нашем дорогом. Смотрите, здание, это памятник истории и культуры. Начали строить в 1911 году по инициативе Николая Михайловича Таланцева. Вот бюст Николая Михайловича Таланцева. Вы очень хорошо знаете о нем, даете. Это старший из братьев. Готовили не так долго. В декабре 2011 года мы уже открыли вот эту музей. Пойдемте. Всегда она была и при больнице ординаторская. Мы специально решили оставить, так же, как было при Волкове. Вот вы смотрите, это личные вещи Волкова. Это книги Волкова, которые он держал в руках, читал. Лично у него книг много было, но это то, что осталось. Вот эти вещи тоже личные его и шахматы, а привез Андрей Николаевич Иезуитов. Это внук Волкова. Он родился здесь, в Ядрине. Он нам рассказывал, я помню, говорит, как сидел на коленях у деда. Они приехали с супругой, у него очень много книг, он тоже филолог и работал в Пушкинском музее директором в Санкт-Петербурге. Вот эти тоже вещи он привез. И привез еще медицинские инструменты. Вот здесь мы собрали о жизнедеятельности Константина Васильевича Волкова. Как вы все знаете, по новому стилю 9 марта 1871 года он родился. Давайте долго не будем стоять, вы о нем знаете. Книги у вас, вы, наверное, читали. Аминев написал книгу и Алексеев. О нем книги. Алексеев, да, и энциклопедию. И достали и вот эти все инструменты, и стол операционный, из советской больницы тоже привезли. Собирали инструменты вот разные, смотрите, как раньше было, все теперь делили. Это сейчас одноразовые инструменты. Там лежат тоже разные инструменты. Специально врачи нам подсказывали, где какие вот названия. Вот видите, видно. Ага. Вот здесь вот смотрите, вот эти кафель, вот пол, вот это все, как вот раньше было при Волкове. А вы в каком году работали? Ой, знаешь, я даже сейчас 60 лет прошло. Фамилия, имя, отчество? Соколов Станислав Сергеевич. Ага, ясно. Надо записать. Это я даже включил стаж работы здесь. Вот, хорошо. Ну, а мне здесь аппендицит резали тоже. В 1974 году.
тоже такой. Значит, ваше бывшее рабочее место. Да, Вот здесь видите, есть. как. Есть. Все так было, да, почти. Да, все так же, Ага. все так же, Это все конечно. одинаково. Ну, это там того времени, Да. конечно. Выходим тогда. Не мешай. У нас видите, красивые. Можно красиво относить? Очень красивые. А здесь работники Ядринского райкома. Пухтинов Алексей Дмитриевич, он сам подарил свои работы, он недавно умер. И передал еще свою коллекцию самоваров, тоже на первом этаже. Самовары тоже некоторые выставлены. И после его смерти передали самовары тоже. Очень красивые. Это наши тоже. Вот Туманова Елена Федоровна, она жительница Ядрина, жила в Чебоксарах, переехала в последнее время. Вот такие экспонаты. Картины тоже интересные, видите? У нас женился на ядринской девушке, ядринчанке. Всегда вопрос стоит, как сказать ядринцы и ядринчанка. И поэтому он нам помогает. Пойдемте на К Таланцевым, он на его деньги, вот. Да. А вот не только Нет, он сам на свои деньги, он заказывает. Тоже меценат, почти что рядом с Таланцевыми для ядренных. И что интересно, вот Николай там, Зиновий Михайлович, да, другой как-то. Зиновий, Михаил да. и Николай. Они Николай старший. в Нижегородской области, Воротынской области, сколько они строили на свои деньги. Очень строили, Да. школы строили, И что интересно, больницы. в Цивильском уезде они, как это называть-то, будет слагаться, хильстеру, противоречило, что есть Курбатов, да, Курбатовы. Курбатовы эти хотят строить, эти тоже хотят бесплатно, спорят, кто должен построить эту школу, понимаете? Спасибо им. Вот что за такие люди были. Да. Где они сейчас? Патриоты, меценаты. Да, спорят. А это современные Таланцевы. Так что продолжатель дела Таланцевых, мой одноклассник, мой друг. Но вам показывать надо, потому что вы сами, вы научные работники, вы краеведы, вы всеми интересуетесь, поэтому мы, да, это как, в общем, предметы быта выставили. Сюда идем. И еще. Большая работа у нас проводилась и проводится по сохранению памяти репрессированных. Вот такую комнату сделали. И у нас издана книга памяти пострадавших от политических репрессий. Я вам потом книгу покажу. Сергея Иванова. Он подарил временно. Это Быстров. Это у нас коллекция военной одежды, видите, погиб, выполняя нет, в общем, свою службу, служебную деятельность. И вот в основном у нас, видите, авиационных много. И еще он нам предоставил еще полковник, который переехал сейчас в Ядрин, он пенсионер, Ежов Вячеслав Васильевич. В Беларуси, в Гродно, о них, наверное, вы тоже слышали, сделали... Только быстренько распишитесь, да. Быстренько, да, распишитесь вот здесь, в любом месте. Комнат нет. Очень богатый. Да. Потому что мы 15 февраля, день вывода войск из Афганистана, проводили большой вечер здесь, и потом обращение приняли к шумерленцам. Вот они тоже очень рады были, что у нас, и хотят взять пример, что всем тоже надо. Давайте теперь еще дальше выйдем. Генерал, младший генерал. А генерал он?
его выставка Бердичева, изыскание надо проводить. Конечно. Ага. Вот, проходите, кто у нас будет о своих впечатлениях писать нашу книгу? Пару слов напишите. Ходите. Отзыв свой. В Ядрине вы, некоторые сказали, первый раз, да? Поэтому вы сейчас поедете в центр наш. Вот туда подойдите, пожалуйста, о своих впечатлениях напишите. Так, я вам приду наш календарь, перед календарь, академия календарь. Ага. А куда тоже хотят строить? У нас бесплатно препарация. Давай, говорит, мы будем вместе строить. Мы, говорит, лучше сделаем. Альфи, миллиард тем. Не знаю. Хороший, замечательный день, такой день сегодня, такой будет, такая будет весна. Я хотела бы вам рассказать немножко. Ему исполняется в этом году 429 лет. Это большая история, много времен прошло, много поколений сменилось. Но сейчас мы с вами находимся в исторической части нашего города, на улице Карла Маркса, бывшая Троицкая, которая названа была так по церкви, которая стоит на этой улице. На улице Троицкой находится наибольшее количество памятников, которые имеют историческую и архитектурную ценность. Вы заметили, что архитектурный облик нашей самой любимой горожанами улицы Троицкой сложился в конце 19-го, начале 20-х веков. И именно на этой улице находятся исторические памятники, имеющие историческую ценность. Это как деревянные жилые дома и здания общественного назначения, где в конце 19-го, начале 20-х годов жили зажиточные горожане. Это мещане, купцы, лавочники, приказчики, управляющие. И по этой причине она является наиболее исторически значимой. Если вы обратите внимание, вот по диагонали, это здание построено в конце 19 века, принадлежало лесопромышленнику Михаилу Дмитриевичу Железнову. Здание, на первом этаже здания находилась лавка. Здание было перестроено в конце 50-х годов 20 века, был пристрой, если заметили, и в этом здании находился кинотеатр «Октябрь». В этом основном здании купца Железнова находится казначейство. И напротив здания купца лесопромышленника Железнова находится другое, одно из самых красивых зданий, если мы пройдем сюда с вами подальше, в первом плане тоже, которое было построено в 1902 году другим лесопромышленником. Было построено в стиле модерн, поскольку сам владелец очень был большим поклонником английского стиля. И элементы здания свидетельствуют о том, что вот эта лилия, символ, элемент герба королевской семьи в Англии, в этом здании тоже имеет место быть отражен. Здание было перестроено, когда в начале 2000-х годов, вторая половина достроена. В 17 году, после 17 года, Константин Алексеевич Бурашников эмигрировал. Здание было передано городу, и с тех пор находилось много всяких организаций, райисполком, больница. А теперь находится отделение Сбербанка России, которое очень бережно относится к этому зданию, мы так считаем, и все-таки старается сохранить тот исторический облик, который был вначале задуман владельцем здания. Здание, которое напротив, через дорогу, тоже имеет свою историческую ценность. Здесь здании было построено и было передано почте. Находится теперь отделение Почты России. Если мы вернемся с вами, обратим внимание, вы, наверное, когда ехали, мимо видели, да? Одно из самых красивых сооружений памятники, не только в Ядринском районе, но в Чувашии, одна из самых красивых наших исторических памятников. Но построена она была на месте старой деревянной церкви. А вот старая деревянная церковь была воздвигнута купцами Беляковыми
а благодарность Господу Богу за прекращение голодного мора, которое 3 года свирепствовало в округе. И когда голод прекратился и был урожайный год, купцы Беляковы построили на этом месте деревянную церковь. Спустя лет 50-60 было решено на месте старой обветшавшей церкви построить каменную. Церковь строилась около 40 лет на средства горожан, на пожертвования горожан. И в 1829 году она была освящена. В 1933 году прошлого столетия церковь была передана городу, то есть она была закрыта и вновь открыта в 1990 году. Здесь возобновились богослужения. Является самым любимым, наверное, историческим памятником нашего города. И если вы обратите внимание, напротив церкви стоит еще одно историческое здание сооружения города. Здание построено в 1879 году купцом Дестугановым. Для собственных нужд, как частное здание, но впоследствии было передано городу. Именно в этом здании проходил первый театральный спектакль любителей театра в пользу Ольгинского приюта. Были постановки, здесь у нас находился культурный центр. До сих пор культурный центр сохраняется. После 1917 года здание передано библиотеке, и до настоящего времени здесь находится центральная библиотека, детская библиотека нашего города. Одно из любимейших мест горожан. Но я хотела бы сказать, что вот историческая часть города, улица Карла Маркса, Троицкая, одна из самых любимых и значимых в нашем городе. Мы находимся с вами на площади Победы, где проходят основные торжественные мероприятия, дни чествования наших юбилейных дат, наших воинов, погибших и так далее. Вот площадь Победы была в конце 70-х годов здесь организована. Немножко внутри города сделал такую небольшую, но очень уютную и очень такую значимую площадь, площадь павшим воинам, площадь Победы. А теперь я хотела бы вас пригласить в автобус, и мы хотели бы вам показать и рассказать историю Николая Ивановича Ашмарина, если вы не против. Он наш земляк. Он наш земляк, верно. И именно вот по этой улице, где все очень близко. Да. Профессор, известный мирового уровня ученый, верно? Автор 17 томов словаря чувашского языка, русский по происхождению, родившийся в городе Ядрине. Вот недалеко здания. Чувашовед. Чувашовед. Лучше всех знающий чувашский язык, да? Да. Поскольку так настолько был значимы его труды по истории чувашского языка, по говору, диалектам, что до сих пор его труды непревзойденные, наверное. Николай Иванович Ашмарин. Здесь находится недалеко дом, где родился Николай Иванович Ашмарин. Он родился в доме своего дяди. Родился он в купеческой семье. В 4-летнем возрасте он переехал вместе с семьей в Курмыш, и уже в Курмыше, в русском городе, началось его становление как будущего ученого, замечательного человека Николая Ивановича Ашмарина. Ну, мы пойдем с вами тогда в автобус. Давайте. В доме своего деда, который был купцом, а как было принято в то время, в купеческих домах на первом этаже была купеческая лавка, а на втором этаже жилые комнаты. Итак, Николай Мордвинов родился в нашем городе Ядрине, окончил реальное училище, и вот на сцене реального училища он увидел первые театральные постановки старшеклассников. И оттуда, от реального училища идет любовь к театру, идет любовь к литературе. Занимались купечеством, поэтому мы не могли в нашем музее не создать комнату купеческого быта. Здесь собраны предметы быта, предметы мебели, которые окружали любую мещанскую, любую купеческую семью города Ядрина. Вот примерно в такой обстановке жила семья Мордвиновых. Города Ядрина, каким он был более 100 лет назад, то есть таким он был
когда здесь жил маленький и юный Коля Мордвинов. Все у нас настоящее. Приглашаю в следующую наш следующий зал. Встречает афишу «Набор» в театральную студию Юрия Завадского. И вот с этим режиссером Юрием Завадским Николай Мордвинов прослужил в театре всю свою жизнь. Сначала в театральной студии, куда его Юрий Завадский принял, а затем в театре имени Моссовета. Нашего великого земляка называют последний романтик или последний трагик русской сцены, потому что ему очень удавались трагедийные, романтические роли. Это Отелло, это Король Лир и, конечно же, Арбенин в «Маскараде». На той стене вы видите фотографии, где наш актер, наш артист в разных ролях. Освещена только на ролях Николая Мордвинова. Их было у него немного, так как он был занят все-таки в театре имени Моссовета. Кинороли сделали известным Николая Мордвинова всему миру. И это самое главное, «Маскарад», где он играл главную роль Арбенина. Это Богдан Хмельницкий, это Котовский. Не стало Николая Дмитриевича Мордвинова в 1966 году. Он скончался на 65-м году жизни. Похоронен наш уважаемый земляк на Новодевичьем кладбище в городе Москве. На его памятнике написано: «Я хотел бы выйти на сцену, обнять зрительный зал и смеяться с ним, и плакать». Эти слова были жизненным кредо Николая Мордвинова и прошли через весь его творческий путь. 65 лет прожил. А так я приглашаю вас на первый этаж, где буквально год назад у нас открылся выставочный зал, и буквально полгода назад у нас открылась купеческая лавка. Открыли на первом этаже этого музея выставочный зал. И каждые 2 месяца у нас здесь выставки обновляются, меняются, появляется что-то новое. Но буквально 4 месяца назад мы вот эту часть музея, часть выставочного зала посвятили нашим знаменитым братьям Таланцевым, купцам, меценатам, которые очень много сделали для города Ядрина. О каждом из братьев есть фотостенд из их личного архива. Николай Таланцев, Михаил Таланцев и Зиновий Таланцев. Люди, которые сыграли огромную роль в социальной и культурной жизни города Ядрина. Лавка с различными сувенирами, с поделками наших мастеров. И вот на полученные средства мы отреставрировали этот зал. Это было заброшенное помещение складское. Это бывшая купеческая лавка, и это было складское помещение. Мы, конечно, ничего не стали менять. Мы просто побелили этот замечательный свод, не стали ничего выравнивать, отбивать там сайдингом и так далее. Оставили все так, как было это более 100 лет назад, и просто бывший склад превратили вот в такую купеческую лавку. То есть примерно за таким прилавком стоял купец и торговал товарами для горожан города Ядрина. Паша, наливай. Но главное это сопровождение. Василий Васильевич, наливай. Главное самогоны. Да. Классно, классно. Вейла. Молодцы. Особенно купчихам. Выходим. Были на небольшой экскурсии по Ядрину. Спасибо. Сейчас скажем приветственные слова глава администрации района, а также президент академии. И, соответственно, после выступят докладчики. Пожалуйста, слово предоставляется заместителю главы Ядринской районной администрации Чувашской республики Алисе Геннадьевне
Добрый день, уважаемые гости и участники конференции. Ирыгон Булдар Пурнеде. Я рада приветствовать вас всех от имени главы Ядринской районной администрации Андрея Леонидовича Сафронова на гостеприимной Ядринской земле и на конференции, посвященной 180-летию со дня рождения нашего выдающегося земляка Василия Константиновича Магнитского. И сразу хотелось бы, конечно, отметить следующее. Неисчерпаемы духовные богатства нашей отчизны. Каждый ее уголок – это живая история, неиссякаемый родник талантов. Славен историческим прошлым и наш Ядринский район, который взрастил немало замечательных людей. Это люди прославили подвигами нашу Ядринскую землю, трудились во славу Родины, посвящали ей стихи и песни, добивались успехов в научной деятельности. Все мы знаем прекрасно, что Ядринский район – это родина создателя 17-томного словаря чувашского языка, выдающегося тюрколога Николая Ашмарина, чей юбилей мы будем отмечать в следующем году, а также знаменитого актера, народного артиста СССР Николая Мордвинова, первой чувашской киноактрисы Тани Юн. Ядринскую землю также прославили Зоя Миронова, видный советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Советского Союза, купцы Зиновий, Николай и Михаил Таланцевы, владельцы торгового дома «Братья Таланцевы», известный хирург Константин Волков, советский изобретатель, инженер-полковник Михаил Гундин, почетный гражданин Чувашской республики, председатель колхоза «Ленинская искра» Аркадий Айдак, историк, журналист, кандидат исторических наук, почетный гражданин города Ядрин Арсений Изоркин и многие-многие другие. Немало среди них юбиляров 2019 года. Широко, конечно же, будем отмечать 95-летие со дня рождения композитора Анисима Асламаса, 115-летие со дня рождения Алексея Михайловича Чистякова, писателя, участника Великой Отечественной войны, уроженца села Полянки. И, безусловно, особой датой является 180-летие Василия Константиновича Магнитского, одного из видных этнографов, фольклористов и деятелей народного просвещения Среднего Поволжья второй половины XIX века. Всю свою деятельность он посвятил изучению исторических и культурных корней народов Поволжья и по сей день не перестает вызывать восхищение многогранный характер его интересов. Выросший и работавший десятки лет среди чувашского населения, хорошо знавший его язык, внес огромный вклад в изучение истории и особенно этнографии чувашского народа, создав научными трудами своего рода энциклопедию духовной культуры чувашской жизни. Неоценима бескорыстная деятельность Василия Константиновича Магнитского и в области просвещения, где он целиком и полностью разделял взгляды Ивана Яковлевича Яковлева. И за время службы инспектором народных училищ Казанской губернии он открыл новые школы. А получив юридическое образование, работал судебным следователем и собрал много материалов о юридическом быте. Василий Константинович Магнитский был ученым широкого диапазона. Он увлеченно работал в области истории, археологии и лингвистики. В каждом из направлений своих научных интересов Магнитский был по тем временам знатоком и достаточно компетентным исследователем. Никто не может не признать, что об изучении истории, культуры и быта Чувашии, а также русских и других народов Чувашского края и Поволжья, Магнитский успел сделать очень много. Его ценное научное наследие, конечно же, будет оказывать большую помощь все новым исследователям. Конференция сегодня предоставляет всем присутствующим возможность прикоснуться к научной деятельности, познакомиться с жизнью и деятельностью известного исследователя чувашского народа,
талантливого историка, этнографа, фольклориста и юриста. Мы убеждены, что сегодняшнее событие станет заметной вехой в культурной жизни всего Ядринского района и Чувашии в целом. Желаю участникам и гостям конференции плодотворной работы успехов в дальнейших исследованиях. Спасибо. Далее мы слово предоставляем президенту Чувашской национальной академии наук и искусств Евгению Евстафьевичу Ерагину. Гурибан Болдыр, Хизепле, Юлдарсем, Шахсем, Едерне район Чинзем, Едерне Хулихинзем. Всем доброго здравия. Ну, сегодня у нас день, во-первых, вот так киндепрепер, как раз определяющий на лето день. И в этот же день мы отмечаем 180-летие величайшего ученого Урала и Поволжья Василия Константиновича Магнитского. Его творчество не буду говорить, товарищи скажут. Просто мне очень приятно, что вот Ядринский район серьезно подготовился к этому дню, к этому знаменательному мероприятию, дал вообще большой импульс развитию даже туризма, краеведения в районе. Мы сегодня были в селе Советском, действительно есть что показать. Это экскурсия на целых 2-3 дня даже, только в селе Советском, не говоря уже о Ядрине. То есть большой в этом направлении здесь потенциал. Не затягивая слово, я бы хотел отметить некоторых товарищей. Петр Васильевич Тухрика. Медалью за успехи педагогической деятельностью мы награждаем учительницу советской средней общеобразовательной школы Игнатьеву Зою Илларионовну. А также учительницу Алексееву Ларису Дмитриевну награждаем грамотой. За активное участие в изучении родного края и в связи с 180-летием со дня рождения Василия Константиновича Магнитского. А также руководитель школы Охотникова Алену Васильевну. Также настоящей грамотой награждается Иванова Алла Орестовна за активное участие в изучении родного края и связи с 180-летием Василия Константиновича Магнитского. Алла Орестовна, отдел культуры. Ну, подойди. Она, да?
Далее. Да. Ага. Слово предоставляется вице-президенту Чувашского национального конгресса Петру Васильевичу Ивантаеву. Уважаемые друзья, коллеги, позвольте мне от имени Совета старейшин при главе Чувашской Республики и Чувашского национального конгресса горячо и сердечно приветствовать всех участников сегодняшней конференции, пожелать успешной и плодотворной работы. Будучи юристом, Василий Константинович Магнитский после ухода в отставку всю оставшуюся свою жизнь посвятил изучению родного края, этнографии и в целом истории этой местности. Не только Ядринского уезда, Козьмодемьянского, Ядринского уезда, Удмуртии, там, Мордовии, Марийского края. И оставил после себя, прямо скажем, глубочайший след. Вот я не занимался изучением истории, в целом базовая специальность у меня агроном, работал в профсоюзных, государственных структурах. Вот тоже после выхода на пенсию решил заняться изучением родного края. И вот написал небольшую книгу по истории своей деревни. И вот изучил основную массу рукописей Василия Константиновича Магнитского, хранящихся в историческом архиве Чувашской Республики. Вы знаете, столько он проработал, столько он исследовал. Вот мы с Владимиром Сафроновичем с одного края, можно сказать, он родился в деревне Сормово, Аликовского района. И вот о истории Сормова, а название Сормова имеют где-то 25 деревень, расположенных вдоль реки Сорма. И он описал все эти деревни, все киремети, все обычаи, все, что можно было изучить, изучил, описал и оставил наследство нам, ныне живущим. Я смотрю, в зале очень много молодежи. Непочатый край работы для историков по изучению родного края. Я просил бы, чтобы каждый, кто здесь сидит, молодые ребята, пока еще неисследованных вещей очень много, каждому хотя бы изучить свою родословную, написать историю своей родословной, свою родню. Я, например, изучил свою родню где-то 10 поколений. Сейчас занимаюсь изучением своей родословной. Если каждый изучить, оставить после себя хотя бы историю своего рода, это уже было бы замечательно. Это было бы, как сказать, то, что Магнитский и остальные ученые сделали, мы бы продолжили ту работу, которую они не сумели закончить. Поэтому еще раз, обращаясь к молодежи, хочу сказать, дерзайте, изучайте непочатый край работы, историю края, историю своей родни. В общем, призываю к исследовательской работе. Спасибо. Слово предоставляется главному исследователю творчества Магнитского, ведущему научному сотруднику Института гуманитарных наук, кандидату исторических наук Георгию Борисовичу Матвееву. Добрый день, дорогие друзья. Иригон Хакузусен. Тут председатель немного преувеличил, сказав, что я главный исследователь. Когда я сюда ехал, я понял, что мои коллеги, с кем я ехал, больше знают, чем я. Должен сказать, что рассказывать биографию Василия Константиновича, наверное, можно и не обязательно. У всех есть интернет, можете открыть, например, Чувашскую энциклопедию, электронный вариант,
или Википедию, или еще его труды, которые имеются в электронном варианте, в электронных ресурсах. А я буду на таких вопросах останавливаться, которые немного раскроют секрет, почему Магнитский стал таким, каким он стал. Но мы знаем, что его родители священнослужитель, отец, так сказать, священнослужитель, священник, человек знатный, известный, хотел, чтобы и сын Василий пошел по его пути. Вот. Он был самоучка, в школе не учился, а сразу поступил в Чебоксарское духовное училище, потом в Казанскую духовную семинарию. Нет, он не стал на этот путь. Он стал человеком своего времени, как говорят, героем нашего времени. Он решил себя посвятить служению народу. Каким образом? Он был очень человек, который желал много знать, много хотел знать потребности общества. И в то время как раз зарождалась этнография. В середине XIX века это случилось в стенах русского географического общества. И вот в то время, когда Василий Константинович пришел в науку, уже эта школа этнографическая прошла свой путь интересный. Вначале изучалась материальная культура, а потом духовная культура, юридический быт и так далее. И поэтому мы в его трудах описание материальной культуры, хотя занимает много места, но специальных трудов у него нет. А больше он внимания уделяет юридическому быту, духовной культуре, религии, мифологии народа. Вот он, мы знаем, окончил юридический факультет Казанского университета в 1862 году. Но свою работу посвятил просвещению, обучению, образованию женскому. И в дальнейшем он становится просветителем, инспектором народных школ. Но его диапазон деятельности очень широк. И судебный следователь, и этнограф, историк, ученый, краевед, просвещенец и так далее. Мы до сих пор о Магнитском еще не создали главный труд. Это о нем самом и собрание его сочинений. Год 50-летия в Институте гуманитарных наук мы издали вот такую брошюру «Магнитский исследователь культуры и быта Чувашии». Тогда еще было намечено издать собрание сочинений. Но, к сожалению, это до сих пор не осуществлено. А у него на несколько томов. Пытались то один, то другой исследователь. Но причины были разные. А почему вдруг не повезло Магнитскому в этом плане? Ну, что касается вот его рукописного фонда 334 в историческом архиве, это богатейший фонд. Его почерк, так сказать, следователя, который быстро и скоро писал. Вот надо привыкнуть, надо полюбить этот почерк, прежде чем работать или сделать труд. Но кроме того, у него более 200 изданий, очень много разных путевых очерков, статей, разных изданиях. Он дружил со многими научными обществами, редакциями. Это десятки редакций, около десятка обществ. Он знал программы собирания материала, переписывался с видными исследователями, и поэтому он был на уровне. Он свою задачу видел накоплением материала, и он правильно делал. И мы до сих пор
не только продолжаем пользоваться, но и находим в его трудах все новые и новые. То есть начинаешь новые направления, новые исследования, видишь, что, оказывается, еще много из его творчества остается неизученным. Вот недавно мы издали чувашскую мифологию, это этнографический справочник. Там около 200 статей, и почти в каждой статье есть вклад Василия Константиновича Магнитского. Без его трудов работать, создавать труды по мифологии и традиционным верованиям совершенно невозможно. И получается, что Василий Константинович, хотя нет труда в нем, а он продолжает жить в наших книгах. Мы как бы его деятельность продолжаем, опираясь на его великолепные труды. Он зафиксировал такие вещи, которые до него никто не зафиксировал. Это нам дает возможность реконструировать, например, чувашскую мифологию. Ведь это очень интересная наука. Это древнейшая часть культуры, и разные стадии проходят. И вот Василий Константинович зафиксировал древнейшие элементы. И наш долг это все восстановить, поставить на научную основу. То есть он сам собирал, а наше дело проанализировать, поставить на теоретическую основу его труды и таким образом его творчество возвысить дальше. И он нас возвышает. Без него бы мы тоже были никто. Ну вот, что касается, еще раз возвращаюсь к собранию сочинений Василия Константиновича Магнитского, труда о нем. Это все впереди, это в перспективном плане института нашего, и не только нашего, но и, знаю я, педуниверситета, возможно, и Чувашского государственного университета. Они тоже такие планы вынашивают, но пока у нас, может быть, не хватает еще исследователей, чтобы изучать и, так сказать, составить собрание сочинений. Это тоже ведь надо много знать, комментировать надо, то есть знать не меньше, чем сам ученый. И поэтому молодые сотрудники не могут, а сотрудники или ученые, которые уже с опытом, вот, у них свои задачи развивать науку дальше. И вот так получается, что все время откладывается и откладывается. Но все-таки справедливость должна быть восторжествована, и такие труды должны появиться. Ну, отмечу еще и том Чувашии, серии народа и культуры России в Москве изданный труд, том, это издан для не только российской общественности, но и мировой общественности в 2017 году. Но я знаю, что наше правительство тоже деньги выделило, и думаю, что в вашем городе этот том имеется. Но вот там тоже то, что Василий Константинович оставил, нашло отражение в той или иной степени и во многих других трудах. Поэтому я хотел бы на этом завершить, поскольку мои коллеги дальше продолжат, и много таких новых нюансов и деталей они откроют вам, и не только вам, и мне. Я знаю, что, оказывается, у него очень богатая жизнедеятельность, география, и все, что связано с Магнитским, еще предстоит изучить и донести до народа. Спасибо. Спасибо, Георгий Борисович. Слово предоставляется профессору Госпедуниверситета имени Яковлева, доктору исторических наук Василию Васильевичу Тимофееву. Уважаемые мои земляки, уважаемые
будущие студенты наших чувашских и российских вузов. Не дублируя предыдущих ораторов, мне хотелось бы пару слов сказать, пользуясь случаем, о великом сыне чувашского народа. Для меня Магнитский Василий Константинович не только историк, этнограф, просветитель, но самый близкий земляк. В интересное время родился, жил и творил Магнитский Василий Константинович. В это время царствовали на Руси 4 царя, а именно Николай I, Александр II, Александр III, но и последний царь Руси – это Николай II. Иногда хочешь, не хочешь, задумываешься. Все великие люди учились в замечательном на всю Европе Казанском университете. При них Казанский императорский университет. Таких университетов в России было всего 3. Московский, Санкт-Петербургский и Казанский. Магнитский окончил, как здесь было уже сказано, юридический факультет. Яковлев Иван Яковлевич, историко-филологический факультет. Известный всему миру, как бы вы ни относились, Владимир Ильич Ульянов-Ленин учился на юридическом факультете Казанского университета. Хотя Ленин, как вы знаете, по объективным и субъективным причинам не закончил этот университет. В своем небольшом выступлении мне хотелось бы сегодня остановиться только на одном эпизоде из творения нашего земляка Магнитского, а именно Балем-Хожа в оценке Василия Константиновича. Известно, что в чувашском народном фольклоре и в древних книгах мы часто встречаем имя Балем-Хожа. Есть это имя и в словаре Николая Ивановича Ашмарина, члена-корреспондента Академии СССР, выдающегося доктора тюркологии, чувашеведа. Кстати, как вы знаете, он наш земляк. Согласно многим источникам, можно считать, что Балем-Хожа с юных лет занимался торговлей, побывал во многих странах. Это утверждает Магнитский в своей книге «Материалы к объяснению старой чувашской веры». Он пишет, цитирую, чтобы не быть голословным, что Балем-Хожа был очень почитаемым человеком, поэтому после смерти началось паломничество на его могилу. Собирая эти легенды и предания, Николай Иванович, уже другой Николай Иванович, Полросов, псевдоним Челеби, писатель, фольклорист и публицист, член Союза писателей СССР, написал прекрасную поэму о купце болгарском Балеме. Петр Владимирович Денисов, профессор истории, этнографии Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова, кстати, мой учитель, царство ему небесное, пишет, а впоследствии, уже состарившись, Балем-Хожа, видимо, занялся религиозными делами и был почитаем всеми людьми. Авторитет во всех вопросах был непререкаем. Имя его было распространено по всему Востоку. Конец цитаты. Из материалов Магнитского видно, что культ Балем-Хожа сделался предметом почитания чуваш самых различных местностей. Юхма-Миши
Юхма Михаил Николаевич, прошу прощения, в народе, как вы знаете, Юхма Миши, в книге «Древние чуваши» продолжил дело Магнитского и побывал на месте захоронения Балем-Хожа. И пишет, цитирую, чтобы не быть опять-таки голословным: «Старое сломанное дерево, все здесь напоминает место моления Керемети. Рядом с деревом юба, разрушенная разукрашенная старинными чувашскими узорами. На маленьком участке земли, где похоронен великий пророк конца XII, начале XIII века, признаки полного примирения трех религий – христианства, ислама и древнечувашской. И ходят сюда на моление и христиане, и магометане, чуваши, исповедующие древнюю чувашскую религию. Значит, делает вывод Юхма Миши, последователь Магнитского Василия Константиновича, не забывают великого болгара-чуваша и сейчас его потомки и их соседи. Спасибо за внимание. Слово предоставляется действительному члену Академии Алексею Михайловичу Симонину, кандидату истории наук. Таргаша. Уважаемые участники нашей конференции, сегодняшняя конференция затрагивает многие важнейшие проблемы по дальнейшей разработке истории, происхождения, развития и современного этапа проблемы развития нашего народов и русского, и чувашского, и соседних народов Среднего Поволжья на современном этапе. Я тоже образование получил на историко-филологическом факультете Казанского университета. И еще, будучи студентом, конечно, обращался часто при написании контрольных, курсовых, потом и дипломных работ к тем газетам, журналам, другим изданиям, где были опубликованы статьи Магнитского. И сразу меня при ознакомлении с первыми же документами охватывало чувство воодушевления. Потом чунхавали шклинцы гаяча, умут статьи с него лазан. Был хоен эжизенче, чувашсем шинченчернчне часто чаплаталат. Мои дорогие родичи. Потом в конце статей нередко пишут: Чувашефил Константин Магнитский. Чувашевил, Чувашелю. Почему он такие вот выражения употреблял? Потому что еще в годы его учебы, а потом в годы работы, пренебрежительные отношения именно к нерусским племенам, народам еще имело место. И на страницах периодической печати это имело место. И на тех как раз диспутах, дискуссиях, которые происходили и в университете в Казанском, и других вузах. И он все делал, чтобы отстаивать правду об истории чувашского народа. Прежде всего, конечно,
он обращал внимание на историю и соседних народов, и без этого невозможно. Именно он был сторонник укрепления дружбы народов на основе признания их равноправия и взаимного сотрудничества в процессе их социально-экономического развития. Потому что вот идеи Константина Васильевича, они очень важны и для современного этапа. Потому что и сейчас иногда, именно слишком преувеличивая, скажем, некоторые стороны отдельных этносов, отдельных стран, то пытаются в определенной степени умалять роль, место отдельных народов. Вот на что обращал я внимание? Прежде всего, я потом уже, когда стал работать и в университете нашем, я тоже, 42 года я проработал в нашем университете имени Ульянова. Тоже я такой кадровый, конечно, в этом отношении преподаватель-гуманитарий по общественным наукам. Решил смотреть на те рукописи, которые хранятся у нас в Чувашском государственном архиве. Вот тут говорили 334 фонд. Думаю, давай-ка я посмотрю несколько страниц, несколько работ. Начал смотреть. И 2 месяца почти я изучал, читал его эти рукописи, статьи. Некоторые рукописи были написаны скорописью, не сразу, быстро можно. И в каждой статье я находил подтверждение идеям демократизма, справедливости в решении вопросов многонациональной России. Вот кто хочет более подробно изучать наследие Магнитского, это касается, конечно, и современных исследователей. Кроме того, мы почти мало изучали рукописи и редкие газеты, издания, которые хранятся в архиве, вот называется архив редких книг и рукописей Казанского университета в Казани. Там много еще не изученного. Многие сейчас, вот, которые мы затрагиваем, эти вопросы не совсем подробно еще их рассматривают. Или отдельные стороны мы только затрагиваем. Так что, как тут отметили предыдущие выступившие, нам предстоит еще, предстоящие годы, еще более внимательно изучить именно все наследие Василия Константиновича и выпустить все-таки собрание его сочинений отдельными изданиями. Однотомник ли это будет собрание сочинений или 2-3-томник, но это мы должны делать. Магнитский, как только окончил Казанский университет, вот почему Казанский университет? Он дошел до 3-го курса духовной семинарии в Казани, убедился, что для исследователя, ученого как раз второй половины XIX века только ограничится тем кругозором знаний, получаемых в духовных семинариях, это весьма недостаточно. И переходит на юридический факультет. И сразу он становится центром привлечения тех, кто тоже на юридическом факультете или там в других учебных заведениях Казани занимались вопросами как раз развития тех проблем, которые имели отношение.
Потом, любой вопрос, который именно в какой-то степени ущемлял интересы чувашей, или этноса, или чувашской культуры, он сразу на страницах печати, не опасаясь, иногда, конечно, по отношению к нему бросали такие совсем несправедливые, язвительные клички, он взялся за их защиту. Вот. И доказывал, что данные, которые он изучает, и другие, которые изучали до него историю происхождения чувашского народа, что чуваши по своим умственным, духовным способностям нисколько не уступают, скажем, и другим народам России, в том числе и русскому населению. И он и на примерах показывал, вот по данным школ, когда он, еще будучи он следователем, он, между прочим, внимательно как раз следил за развитием образования. Когда появляются уже Золотницкий, вот первый инспектор народных училищ в Казанском учебном округе, у нас ведь был Николай Иванович Золотницкий. Потом уже после него, 1875 года, у нас Иван Яковлевич Яковлев был. Кончаем. И вот вместе с Золотницким как раз он много делал, чтобы обеспечить развитие образования в нашем крае. Ну и на этом я заканчиваю. Надеюсь, вот через несколько лет, тем более тут молодые люди, мы получим все-таки собрание сочинений Магнитского, которые будут давать более полные ответы на те вопросы, которые нас сейчас волнуют, которых мы затрагиваем сегодня. Благодарю вас. Тогда Михаил Михайлович, Халил Самахилет, философия слогизен докторе, Педин университет профессоре, Геннадий Федорович Трифонов. Во-первых, что я сделал, я хочу показать книгу, которую издал вот такую, называется «Автограф временной судьбы». Здесь есть представители явлинцев, здесь есть Ашмарин, здесь есть Волков, здесь есть Асламас и, наконец, есть здесь Магнитский Константин Васильевич. Я не планировал выступать, поэтому сейчас мы сидя написал нечто. Это уже сегодня, по сути, второе выступление, потому что мы до этого были в столовой в Сосновке, и там, по сути, была конференция, можно сказать, потому что все что-то уже сказали. Так вот, там, на этом обеде, есть такое понятие «ключевые слова». Прозвучало 3, на мой взгляд, ключевых слова. Национальное самосознание, национальный дух, духовное богатство и наше будущее. Вот я начну с нашего будущего. Ну, я не знаю, как вы, но я так считаю, что мы живем не очень хорошо. Наша задача – жить хорошо. То есть задача звучит так. То есть я пытаюсь перейти от Магнитского к тем задачам, которые стоят перед нами, потому что здесь уже о Магнитском, по сути, сказали, ну, наверное, очень много, скажем так, да? Задача наша простая – сохраняясь, развиваться. Развиваться можно только тогда, когда мы имеем высокий уровень национального самосознания. Говорят, если человеку плохо, то в этом он виноват в основном сам. Если нам плохо, то очень часто в этом мы виноваты сами. Вот, и мы виноваты сами во многом, потому что это можно показать на ряде примеров. Кто является нашими депутатами, знают ли они нас, защищают ли наши интересы и так далее. Здесь можно куда-то уйти очень далеко.
Ну вот, моя задача простая, потому что я выступаю, кажется, и первый, и вы устаете. Я могу быть кратким. Вот мы пытались, то есть, вернее так, выдвинули идею в будущем начинать изучать уровень и состояние национального самосознания. Ну вот, из чувашства человека 2-3 в нашей группе. Потом эту идею предложили другим республикам, и нас моментально подхватили. Сейчас в нашей группе дагестанцы, кабардино-балкарцы, чеченцы, якуты из Тувы хотят примкнуть еще, но нам уже много, то есть уже больше расширяться не можем. Вот хотим подать на грант. Я думаю, что нам, наверное, удастся грант получить. И хотим завершить эту работу конференции в год юбилейной республики в будущем году. И, может быть, нам удастся издать книгу. Так, ну, поскольку я тут не ждал выступать, и немножко, так сказать, волнуюсь, я в завершении могу сказать так. Приведу слова Хрущева. Они мне очень нравятся. Задачи ясны, цели определены, за дело товарищи. Далее мы слово предоставляем Морозову Леониду Петровичу, кандидату юридических наук. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней конференции. Мне поручено выступить перед вами о том, что Магнитский является первым дипломированным юристом из Чувашского края, окончивший юридический факультет Императорского Казанского университета. Один из наших представителей сегодняшней нашей команды, Смолин, философ, уже затрагивал вопросы о том, что Василий Константинович Магнитский как юрист. Я что хочу добавить к этому? Биография Магнитского, конечно, известна широкой общественности, как этнолога, как великого просветителя чувашского народа. Но недостаточно материалов о профессиональной деятельности его, тем более о следственно-судебной его практике. Как известно, уже говорили о том, что после окончания, я, может, повторюсь, ну, очень только так, 2-3 словами, после окончания Чебоксарского духовного училища и Казанской духовной семинарии, он принимает решение поступить на юридический факультет Казанского императорского университета. По какой причине же он вот все-таки решился поступить на юридический факультет? Потому что, очень интересно, его отец и деды были священнослужителями, а он выбрал юридический факультет. По каким субъективным причинам? Неизвестно, пишет его племянница, это должен быть, это вот дочь Константина Константиновича Магнитского, известного врача. Пишет, нам неизвестно, но она пишет, но известно, по какой субъективной причине он стал юристом. То есть уже говорили о том, что у него в душе вот эти идеи народничества возникли. И по этой причине он и поступил. Субъективная причина известна. Вот. Ну и после окончания юридического факультета в 1862 году он поступает на работу в Казанскую судебную палату, где, проработав 1 год, его назначают следователем 2-го участка Чебоксарского участка.
следователем. Очень интересно то, что кандидаты на судебные следователи должны были иметь высшее юридическое или среднее образование. У него, конечно, было высшее юридическое, но стаж работы у него было 1 год, а необходимо было 4 года. Тем не менее, его назначают судебным следователем. В 1967 году его переназначают опять судебным следователем. Многие спрашивают, почему так? А дело в том, что в 1860 году состоялась судебная реформа. По этой судебной реформе следователи, если раньше назначались по представлению губернского прокурора министром юстиции России, а после судебной реформы именно уже по предложению губернского или окружного прокурора окружного суда, по представлению министра юстиции, самим императором назначался. То есть значимость народного следователя намного поднялась. Но проработав, вы все знаете, проработав 14 лет народным следователем, он переходит на просветительскую, переходит в Министерство просвещения, начинает работать инспектором сельских училищ. Что можно сказать? Конечно, очень мало материалов о его профессиональной деятельности. Да, у него есть материалы в рукописном фонде по гражданскому направлению. Хотя он был судебным следователем уголовного преследования, но в душе он остался цивилистом. Он писал о обычном праве, юриспруденции, о нравах и традициях. Поэтому много таких материалов. А вот именно по профессиональной деятельности как нету. Нам удалось найти только один материал, пока не полностью. Есть его выступление в казанских губернских газете «Ведомостях» с таким заголовком: о судебном рассмотрении уголовного дела по убийстве гражданки Ядринского уезда Андреевой. Почему это интересно? Есть небольшое там только на этом суде. Прокурором участвовал великий русский юрист Анатолий Федорович Кони. А он известен тем именно ораторским искусством по поддержанию обвинения в суде. Анатолий Федорович, я тремя предложениями хочу сказать только, как раз в 1870 году был назначен прокурором окружного суда Казани. И он 8 месяцев проработал на этой должности и успел выступить вот по этому уголовному делу. И мне хочется что сказать. Вот, это очень интересно. И это выступление, эта статья, как раз вот уже говорили, находится в фонде редких изданий Казанского университета, библиотеки Казанского университета. Мы 2 раза туда направили запрос, но пока ответа нету. Говорят, могут хотя бы нам сказали, что ввиду ветхости материала не можем выдать. Но даже нету просто ответа. Но тем не менее, нам очень приятно, что мы можем сегодня утверждать: Василий Константинович Магнитский является современником великого русского юриста Анатолия Федоровича Кони. Спасибо за внимание. Слово
предоставляется учительнице советской средней школы Вяземского района Ларисе Дмитриевне Алексеевой. Советский школінде чувашский литературе время принимает, хамын докладач вашла кадрлерим. Василий Константинович Магнитский, халық сене шутагларагане. Хейн бунишне чуваш сене, тада адалба урал тарихинчи халық сене шутаглара себе, шигындарна шинзем бушинче, унын яджи, вызык вырынне жинать. Шак еврда кыткызыш полны. Зень яжынлизем активлы худшынмазыр, ялда шкулзем дваси, дада уже Сибирге жугшламалы де булман. Шинзене шкулзем ушма, взене тыцадыма укша деньги уйырма, энендермешкін мендери бызык, бой дада ширіп, шанзадын егерлі булнам. Анчах Василий Константинович, шенеренде шене шкулзем ушма, училзем хадерлесине, сарма язымдыр, шүрене халық бағалашыны, ұйтны, влашенезем баднежитне. Шагынбек цифрозем шопшавын чинчен калашенде. Магнитский инспектор булзадыр ичен, Кузан Бреню округін премыш участогынче, шулзелен игивеже школ, валышлеме пушлазан пинде загача сагон 20 сагон билькемаш Бреню жулинче гына, вунвады шене школ ушнам. Хейн хажатри премыш цакинжевал, Шуматовское женское училище ятлы статья. Хераджазень пушламы школин эчехилишин дженгалазабаны май, вырынби халық черлі сылдарзембе хераджазене школа бренме яманны жинжен жирай. Херармын обществыры вырыне жинжен малдан хипек шуышламала мардезе жирплегей. Хышындада унын хейн шуттакларасы жинже, мен величине херармзене хутлаврендесі жине патриархлат пахнипек решме дивне. Пушламы шкулдар тванчы хебе урхлагалазан чывашлаврендмени принципа хюдлезев халық пинжу гушинже, хейнчилхине, елы ергине, культурине сыклазах варныне, аплабузан шакна анланмала, тада ежынмала дезе ширна. Вырыс культуре чывашсем жіне пызык видим күніне яландав палыртны булинде, анчах чывашхалы хейне еврхне ежынмада тада хизиплеме хистене. Документем жіне даянца Василий Константинович о состоянии народного образования в Ядринском уезде статья печатлезагланна. Унда уесли выдохом жемерки, херхем жалом шузенже, хутлавренеси менья адаланза пыныбе, пыныне чудатна. Самахмай, шматри училищена, пинки сагажа перквищем шуда ушна дешле. Урхлагалазан Волчеваш республикинже, Чималдан ушна шкузенжен прибулна. Аплабузан Василий Константинович Магнитский, Шаганба чвашсене, хейн енде жизем тенине, хей чвашсем бушинже юснине балыртна. Шаганбада буль, волвахатра адаланаган чваш интеллигенции хаваспах унрам улужуимне. Василий Константинович чвашсене шутак ларасижен ишлени тебржина, Иван Яковлевич Яковлева, тодожак поушсагуна. Везем бербернешивых пыльне, чвашсен хутпыльменлих и довезене сутеявна. Хажат журнал зинжеде был, чем біржіва школин эжегелебе педемішлер қымылы бұлныне, тада она ұрланыне балырдна. Бұл вғытра шкулзем сақал бұлныран, чваша дизем бренме аякры ялзенжен жүрене. Магнитский ялды мүнбір шкулзем шумынче, шалынбек бренегензем вали, пұрынмалы жұртзем твасижын детимлене. Взем шкулзем жумынче, выл шкулзем жумынче халық библиотекизем, уесри училищем жумынче, теп библиотекизем уже себе пиде пызык поддержки пужаротуна. Взенжи книгезембе кутла білеген тада булаган мен бұр чываш узы курма пулдарна. Бұл шапла жутлана. Чываш ялізенже кутпы менлеге педереген тада культурына шиклеген центр школ пулза дарат тене. Ну бұл хали де актуалла. Школ культура центры. Халиде. Василий Константинович школын врендюбе пулық базине туза хумазыр умра дыраган задачызене тулын такса бама машукине лайкынлан. Шанба бұл шкулзен врендюбе пулық базине туза хурасы тада шерипледесі жіне пызык кимлік уйырным. Кузанды врену округе хушныбе лопинде загажер заман жичымы шута. Училищезен пулықне мінле шукламала тада сықлазақ вармалды правил земде туза хадерлене. Шак врену округунжи халық училищезен пулықне ергене кірдес шерде пызык вылыне жынна. Магнитский врене материала заимели курсе мужчина, унда вренегензем хайделен книге булаза, и учитель ерце буниве хайзен пилимне тада юстене. Шанбе курсем абашри, шемжерди, пармасри, тада уты хашпер училище зенже ишление. Василий Константинович вульзарный вунзенже и терни халық вулави зенде лайх енебе баларзадана. Хрещензем жа булав зембе хыды интересленне.
Чварсене шутаглара сине Василий Константинович полностью левиду загуна. Тогда наш кузем бурла полножа кце пынывал. Хейн замахне шудедытна. Магнитский халага врендезе же юратса, чундан паранза, тогда хейн служба ретивичезене, кунышлаза учитель земжен, шивхта тюрикамыла, ердюжибе канашшибек пулна. Вол шкулда вренеген зембе учитель зембу шинжен чилай, худшуну зембуче. Взем берберне кизеплеси шинжени гисленчер, тогда школын минбур эши шинлыға балырса тыдыр тезе тырышна. Вренеген зембе ашшибек ырыгымылы болна, ажа зембегек пулнывыл. Пиндезагрышы шитмеющичим шулги апрельде Магнитский Вятка губернинчи Буржим уезинчи халық училищезен инспекторын ішіне көліне. Шағын күшін халыға жүктағылар асыжын, школзен ішіне күнне лайықлада сыжын, шынезене ұжа сыжын, үрмиган метрышына. Пиндезагрышы загон ватта сагон ұлтымы шулзенде шеш, водорвижі шыне школу үшна. Халық училищезен инспекторын жезембе жүрен жүхневал керек штабы затурсанда, шуде же ергелес зе пырасы шви, шитменік сене дупса балыртна. Хейн очо жүзенже был бренеген зембе брендеген зен, бурныш условий земля бұл пулныне балыртна, візене пулышма ыйтна. Пенсия духсанда Василий Константинович шудышне брахман. Хажар журналзене тутышах бак халық сен проблеми зембе шудыш тематикебе жинна статья зембе очерксем, заметка зембе терленчиксем шира-шираяна. Пархарызах темеже школ попечители булза, візене сарза лайықлада сыжын, врендеген зембе вренеген зене лайықрақ условий зем туза парасыжын тұрышна. Иван Яковлевич Яковлев үйтнебе экзамен зем иршынны жире худшынна. Чаваш интеллигенции бе хутла вренеген чамыксен чичилых тузи булза, візембе шығыну тұтсадына. Магнитский халыға жүктағылара зішре Иван Яковлевич Яковлевпа першу ұшылы болна. Алла алын шлезе бұны. Оның педагогика мелізене зевлеген зене, чавашсене ғывыртақ вырыслада спулат кезе кышқараған зене бітлене. Волпаден пурны тыршыбек, вырысмар халық сене, таван жерлебе врентме келі жінжен қаланы, хейн педагогика ішінже шак тілебе пурны жак тсе бұны. И бірге шымат енже пурнаған зем, Василий Константинович Магнитский, ұрыда пархадарлы жезене ялана хасра тыды бір. Оның пурнышбе бұлдарулық не тишкерзе, тепчеві жезене, ажазене де, тепчеві жезем жирма ажазеде, малашне, ұтшындары бір. Сандович Лариса Дмитриевна, Матур сын, Тұрықра сын ялдан, епі сирен шана пырынде, Магнитский перейти валданах. Слово предоставляется директору бюджетного учреждения Централизованной музейной системы Ядринского района Алле Орестовне Ивановой. Здравствуйте, дорогие друзья. Я понимаю, что все, конечно, устали, поэтому я постараюсь очень коротко. Большую роль в сохранении историко-культурного наследия играет историческая память нации, которая максимально сконцентрирована в малых городах и населенных пунктах нашей страны. Утрата этой памяти ведет к потере духовно-нравственных ориентиров общества. У Ядринского района богатая, насыщенная событиями история. О крае, о знаменитых талантливых людях, прославивших Ядринскую землю, можно узнать, посетив наши музеи. Помимо музеев, в Ядринском районе есть большое количество объектов культуры, интересных для гостей нашего края. У села Советское есть своя, неповторимая история, достойная того, чтобы о ней знали жители не только Чувашии, но и городов России. Село Советское – это родина известного деятеля просвещения чувашского народа Василия Константиновича Магнитского. Одним из ключевых моментов сохранения наследия и прославления имени великого просветителя является посещение мест его жизненного пути. И потому здесь просто необходимо развитие туристического маршрута по памятным местам Василия Магнитского. Василий Константинович родился в семье потомственного священника,
Константина Георгиевича Магнитского, служившего в Верхнешуматовской церкви. Все детство будущего ученого прошло в православной среде. И, безусловно, одним из объектов туристического маршрута должна стать церковь Успения Пресвятой Богородицы. В этом году церкви исполняется 137 лет. Она строилась на средства прихожан, и работы завершились в 1882 году. К сожалению, в 1935 году она была закрыта. И только в начале нового столетия церковь была вновь возвращена прихожанам. На возрождение церкви президент Чувашской республики Николай Васильевич Федоров внес 4000 рублей и подарил 5-пудовый колокол. Высокопреосвященный митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава совершил божественную литургию в храме 18 февраля 2004 года во время открытия. Вся история села Советское связана с общественной, социальной, просветительной деятельностью Магнитских. По инициативе и поддержке Магнитских 3 марта 1843 года здесь была открыта первая школа. Сам Василий Константинович всю свою жизнь вел активную просветительную деятельность. Односельчане помнят и благодарны своему великому земляку за добрые деяния. Сейчас в советской школе открыт музей. И чтобы побольше узнать об истории села Советское, гости должны побывать и там. Открытие музея состоялось 9 мая 2008 года. В работу музея и учащиеся, и учителя школы, и жители села и деревень вложили свою душу. Музей состоит из нескольких разделов, один из которых носит название «Василий Константинович Магнитский. Наш земляк». По творчеству Магнитского под руководством краеведа Филиппова Геннадия Изосимовича большую исследовательскую работу провели выпускники школы. Филиппов Геннадий и сейчас проводит огромную краеведческую работу, собрав большой материал о семье Магнитских. Еще одно памятное место села Советское, которое должно стать частью туристического маршрута по памятным местам Василия Магнитского. В 1894 году бывший прицерковный сад площадью около 2 десятин решением схода Шуматовского общества был отдан Василию Константиновичу Магнитскому. В настоящее время на территории парка имеется барельеф ученого. Более 100 лет назад у пруда стояла беседка. Говорят, там подолгу беседовали пожилой Магнитский и юный Николай Никольский. По словам местного краеведа Геннадия Филиппова, благодарный ученик и последователь идей наставника в 1956 году настоял на создании этого парка. Сейчас парк носит имя известного этнографа и находится на улице, также названной в его честь. И просто необходимо этот парк привести в порядок, почистить пруд, восстановить беседку, облагородить. В последние годы Василий Константинович постоянно жил в селе Шуматово, ныне Советское. На старом кладбище под кряжестым дубом, кстати, единственным в округе, под чугунным памятником покоится прах ученого. И это святое место должно стать для каждого местом поклонения великому ученому, прославившему не только Ядринский край, но и Россию. Конечно, чтобы туристический маршрут по памятным местам Василия Константиновича Магнитского начал активно развиваться, все мы, и жители села Советское, и жители Ядринского района, должны приложить огромные усилия, чтобы облагородить место, где родился великий ученый, сделать его краше, чище, уютнее, а значит принять участие не только в субботниках и других подобных акциях, но и призвать руководство района вложить финансовые средства. И только так, все сообща, мы сможем с достоинством приглашать гостей посетить этот туристический маршрут и с честью хранить и прославлять имя великого ученого. Спасибо. Подходит к завершению работы конференции сегодняшней нашей, и я слово предоставляю
Сначала Петру Васильевичу Ивантаеву. Кезепле начнем по конференции пиде интересно, кирле, узелла калажу больше. Тукса калажа концем Василий Константинович Магнитскин пурнышне, он творчественне пиде тарнан, учса бабатыршиш. Терлерен пиде кирле узелла сынузем багиш. И сейчас я шуда илзе, кундай бір қадірлерімір паяги конференциян кіске ерінуіне. Ерік барады боласы, боласы барады. Вышла жерным. Считать одной из основных направлений деятельности Академии усиление работы по изучению творчества и научного наследия Василия Константиновича Магнитского. Обратиться в Кабинет министров Чувашской Республики с предложением об издании полного собрания сочинений Василия Константиновича Магнитского. Эберда Хамровый ба, Академия Бе, Тума Благодаримаста. Только правительство благодарить. Предложить, третий пункт, Министерству культуры по делам национальности и архивного дела и администрации Ядринского района включить село Ядрино, село Советское, город Ядрин, связанные с жизнью и деятельностью Магнитского, в общий туристический маршрут Ядринского района. Четвертый. Предложить Министерству образования и молодежной политики Чувашской Республики расширить краеведческую исследовательскую работу учащихся. Мы для этого не было всяк. Кушмалы жоқ? Пожалуйста. Школ ятне Магнитский ятне мала гезе. Шана борша вот вопросом ксадох мала школа все скрыть школа. Значит Магнитский ятне ятне бала школа школа. Пурсеню советский ялинчи школа Магнитский ятне парасы жинжен шлеме дедма. Но умбекеда была шам жухне может па. Хожан шак школан пур мелегламала пуласлых. Енженде был школан пуласта пулмазан, школ даврен наш пили гулдача, школ имею на хубн мабударать, вара умбек школ ятне барзебер гуна намскура программ. Может по кунда советский бывший райцентр, халюнда сагра жершин итладериш пурнатериш, хальбаян школда шеритла ажабренеше, пурнышлай кайзан, мелегалмаға шинзем тұрышсан, ажазер жучи үстімеде бұлдарай, и школын пуластығы пұр. Шамбада тен бір туғат бар сынюбе, ядрен район администрации бәтіне, шак ұйдыва, пықса тұқса, тиіште ежіні тума. Билет бер бик сünübe. Басярчы мистердем калашын чып мала, я? Ну, халюга юрамач. Нежелательно, решение ежегодного вышел. Басярчы чиленесін? Так, Таргаш, что там были зюнізем была ще? Вара... Кам Таргашын? Кам зюні? Тогда камын Шагынбек ежынуба келі жесте, шавзіне алы зіне итса сазлабайдады. Келеш? Шук. Шагынбек ежыны турымыр. Халпилин шан зіне тавырза, пәдім зіне выягурза, Магнитский, тогда ыты учеды зенятне, шулі жая жеклеме, взем творчественне, взем пурничне, тогда хлайхра, тальзе дома поюхумалла шлемеле. Там забудь. И для подведения итогов конференции слово предоставляем модератору сегодняшнего мероприятия нашей конференции
президенту Чувашской национальной академии наук и искусств Евгению Евстафьевичу Ерагину. Там, допустим, например, Пурнеде, Бузрада, Пугва, Шаганда конференция, где Кильнишень, Бидме Берле Шленишень. Биде Бузик там голос, Маги голос Гетман, Едерне район администрации, Тулин, Биде Бин Шахсине, Тивишле Цейнишень, Тивишле Булушнишень, Тавдвашен. Тогда мы были советские, да, школа, да, тяна школа. Теперь я базир васканибе порне жуда имен, так гуди мухтав гуди бандюхня, шамата президиум раканашлар мрда, шахаделени сидя дума худшинышин, хастера худшинышин, тип район де тип Вулавашина, Ирина Витальевна Моисеевна. Так будет хорошо. Сейчас наш коллег Матур Булгаровична Щага Вишневский Вениамин Яковлевич Медига. Покажите. Dacia Akademice Türek Kalbebe doktor ettiğinizden kadar bir bu taban halışın ırmi kanmi kunen şirin iştirakanzem. Şambada bir vizyonda bile de geçmiş ola. Acak türekinci bağlı işçene Хужалых Пулдар Улышина, Савыча, краеведа, Тавра Брюшине, в ядерном районе, блядь, Николая Львовича Сапожникова, Нация Академии членения. 17 года действительный член Чувашской национальной академии наук и искусств. Но удостоверение Хальца Парапа. Если он где-то корны, совместные не корны бой. Я здесь пан салам алама бозат и писание варе шагат требует. Лайк себе. Пала. Паянхи сумла конференции был не здесь не пидихалась пакет мичанда. Мы же здесь хамар еднешься бушинде, чаваш почему бушинде. Bir naciydi be pulaslık bir şey yalana şeriü kalacağıydı var. E o zaman kalada kanamar kızın içi bir ona tuza bıraşı. E buna kurat par ulap par zam halk kuşince. Bir dumalı isem da numay hadizler açak tarihinde bir Nikolay Ivanoviç Aşmar'ın jubileytine bunjice yuman bunjice tomstvarını bunjice yumanlarsa skver uçak vardı mı? Хайюманзем уже хамардан юлдишин еще вот иде сумма памятник зарыдлап. Тумалайшин женек бир краеведсен вырынды башаксен тизенде республика хамарын палла архитекторы горван ятне шеклизде бол сукут ачи полныне доказат тунгышын шабырна тивишле Yergelemede история enjende, enjende. Tebre Kalaskilet исторический материалда была записана Скрынниковым
Ермак Пергиширны княгинче, ол история материал там Телензе Ширна, вол чуваш полный некоторые собрать, он прозвище он казаган Токмак. Вол, если класс позаственный, Виндис, Пирн, Никольский, Чолебе, он Чолебе класс позаственный чавында, вол полно Ярмак Тимофеевич, Ярмак Тимекея болного. Каран малlar çeşitli gazatsın, o senin suvardır çeşitli gazat. Hayat payınçı konuda Murgaşlarınca Yermakova yarınca şak yaş patırı Yermak örevik yıktarzım pornaşı şleşi vırndi halk zeple o senin asnaşı bir uçonizm ona şak patıra da orta hamur çavar Etnek kısmıyla iyi bir hal internet ravlap da Yermaga neymiş tetiş Kitay tetiş ancak mevlar Marvo vol polna çavaş kazaki halga şolza bırakadni. Sonra bu sıra. Тогда вы шуташны бурднеде, уйрмак шкулатине, шабыксыне, астызине те бүгінсіне пұрсырада тауытывадып, шағынба конференция вишленді тезек аладым. Инициативную группу принимал, да, и председатель. Молодец. Четко, ясно, как перед студентами. Да, лекции. Вот так. Тогда будешь. Водной разбак. Дорогие товарищи, сегодня мы отмечаем юбилей известного чувашского этнографа, ученого Магнитского. Чувашский. Парни мы не пьем. Сейчас он Кировском его делает, да? Дайте заварку, пожалуйста. Чай. Адырхай песа бедерарха. Я вот как философ занимаюсь на стыке философии и этнографии. И под моим руководством защитились 7 человек, стали кандидатами философских наук. Один из них вот, один из них вот здесь. И один из моих соискателей защитил диссертацию по проблеме роль общеправовых норм в обществе. Этой проблемой занимался и наш юбиляр Магнитский Константинович. Вот в 1863 году он стал работать исследователем. И в ходе этой работы он много расспрашивал это местных людей, это крестьян, старался защищать их права. Он держал связь с ними. Вот Егоров, это крестьянин из одной деревни, священник Сильвестров. И вот в ходе работы с исследователем он именно обращал внимание на обычно-правовые нормы населения, этноса, чувашского этноса. Ну, когда вот чувашина. Это означает, что не законы ставят во главе угла, а именно обычаи, традиции народа. Ну вот, скажем, если ты человека поранил случайно, то по народному обычаю ты должен заплатить, скажем, 2 коровы. Ты должен заплатить. И тебя могут простить за это которые потерпели такой урон. И вот это Магнитский отмечает, что
второй половине 19 века в чувашских селениях уже теряются патриархальные устои. И проживание 3 это женатых сыновей семье уже это редкость. Вот он так пишет сам. И отмечает, что все нормы между отношениями в семье, внешние отношения, руководил отец, а внутренними делами занималась мать. Я сегодня хочу сказать, что нас приняли сегодня хорошо и в Советском, и в Ядрине. Действительно, подготовились к этому юбилею прекрасно. Хочу сказать спасибо, кто нас сегодня принимал. И вот в следующем году ожидается юбилей великого ученого, это автора 17-томного словаря Ашмарина. Ну, я думаю, также мы встретимся и в следующем году. Вот за это я хочу понять тост. С вами встретиться, пообщаться руководитель Республиканского союза пенсионеров Чувашской республики Валентин Григорьевич Семякин, наш земляк тоже. Да. Моряк, полковник, заслуженный работник культуры и так далее. Композитор, поэт, музыкант, художник и много-много всего. Он у нас в районе ранее работал, общественную должность занимал в качестве председателя Ядринского районного отделения Союза пенсионеров. Юности возглавлял комсомол района. Что с вашим большим таким праздником район наш очень богат знаменитыми людьми. И всех благ. И я думаю, сегодня есть люди, которые продолжают это дело. И я думаю, наш район сам Бог велел на таком месте красивом. Находится, а город Ядрин вообще такое местечко. Всех с праздником. Вам спасибо. А погода вообще замечательная. Дайте ему вот где-то место там.